Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, тагы бер тапкыр. Эшебезне башлайык безнең секциялы. Бүтән әле ишетеләме, күренәме? Хәерле көн. Хөрмәтле коллегалар, без бүген милли матбугат турында, милли безнең матбугат саралары турында шундый айрым секция оештырырга булдык. Сөнки былтыр ифегездәләр без милли матбугат саралары дип атагайнык безнең зур форумды медиаенда һәм беренче тапкыр медиаенда оештырганда Радифаричка мөрәҗәгать итеп безнең милли матбугат сараларымен берлектә эшләргә кирәк дип шундый үзебезгә максат куеп Бөтенләй башлар курултайы беренче тапкыр үткәрде. Быел инде без киңәйтебез безнең составты дип әйтәк, шуңа бүген безнең менән төрле матбугат сараларының баш мөхәррирләре, журналистлары, шуның өчен бүген ике телдә алып барабыз. Күпселек был залда башкорт телендә аңлай, әлбәттә, әмма аңламаган кешеләр дә бар. Добрый день, дорогие друзья. Рада вас приветствовать на площадке, которую организует Всемирный Курултай Башкир. Я напомню, что Медиа-ин проходит по инициативе Всемирного Курултая Башкир. И в прошлом году мы проводили именно для национальных СМИ. В этом году мы делаем такой мультинациональный, мультизадачный и, наверное, мультиформатный такой форум. И, конечно, сегодня мы уже на пленарной части об этом очень много говорили. Радифарич Хабиров в своем выступлении остановился на тех акцентах, которые мы сегодня с вами должны транслировать в современной ситуации. Поэтому мы об этом сегодня говорим с вами дальше. У меня, уважаемые коллеги, у нас есть заявленные спикеры на выступление. Большая просьба. Мы с вами все живем в этой республике достаточно давно, друг друга знаем, газеты друг друга выписываем, историю нашей периодической прессы тоже все знаем. Поэтому большая просьба сегодня при выступлении все-таки ориентироваться на те посылы, которые прозвучали, поговорить, ну, я предлагаю откровенно и честно, да, иначе зачем собираться, поговорить о том, что нас волнует, поговорить о роли, месте региональных муниципальных средств массовой информации, которые вещают, пишут, работают на родных языках. То есть наша специфика, наша особенность – это, с одной стороны, наше конкурентное преимущество, с другой стороны, это, конечно, ну, определенные дополнительные затраты, да, и человеческие, и материальные. Поэтому, уважаемые наши докладчики, вот, можно опираться на свой доклад, можно просто позицию свою высказывать. Поэтому просьба без такой долгой вступительной части предложить коллегам ваше видение современной ситуации. Вот после пленарной части сейчас мы начали общаться с нашими коллегами, которые представляют федеральные издания. И они, знаете, мне вот такой вопрос задают, который я вам адресую. И, наверное, отчасти наше общение будет строиться в попытке найти ответ на этот вопрос. Они спрашивают, а как вы считаете, вот сегодня муниципальные, региональные средства массовой информации в современных условиях как должны перестраивать свою работу? Вот я вам честно скажу, что сегодня готовых решений, готовых ответов на этот вопрос нет. И, наверное, это задача сегодняшнего форума нам сформулировать для себя видение, как мы двигаемся, понять те ключевые позиции, на которых мы с вами стоим, и в дальнейшем уже это все вот совместно внедрять в жизнь. То есть такой вот, наверное, ну как мозговой штурм. Что с нами происходит, что от нас ждет аудиторию, куда мы дальше двигаемся, сможем ли мы остаться актуальными вот в нынешней повестке. Поэтому еще раз, готовых решений нет, и сегодня важно мнение каждого. И если наши уважаемые спикеры, которые заявлены, сократят свои выступления, будет возможность также у тех, кто в зале, высказаться, там, предложение, два, вот такой хочется вот разговор, что называется, там неформальный, неофициальный, не загоняя себя в какие-то рамки, только временные рамки у нас сегодня есть. Поэтому, коллеги, вот в таком формате я предлагаю начать нашу работу. Сегодня с нами Зугурая Гануровна Рахматуллина. Зугурая Гануровна, хайрлы көн. Зугурая Гануровна является у нас, наверное, вот в той ипостаси, в которой нам сегодня важно ваше мнение, является председателем Ассамблеи народов Республики Башкортостан, потому что мы считаем, что вот на нынешнем этапе общественные организации, особенно те, кто работают с родными языками, национальные общественные организации, играют очень важную консолидирующую роль. Поэтому, Зугурая Гануровна, поскольку вы вот в первой части не были, я предлагаю вот погружаться
погружаться, может быть, по ходу задавать вопросы, где-то уточнения, где-то вот свою позицию как ученого, тоже философов высказать. Коллеги, мы ждем Максим Владимирович Ульчев, руководитель агентства, он у нас сейчас дает интервью, спустится, и ждем к окончанию нашей секции Урала Тагировича Кельсинбаева. Он был заявлен с приветствием, но вот у него сейчас совещание, подъедет на финал нашего такого разговора. Сразу скажу, что церемония награждения, которую мы планировали от имени Всемирного Курултая Башкир провести здесь на секции, мы перенесли ее на большую сцену, на финальной пленарке. Поэтому коллеги, которых предупредили, и те сидят в первом ряду, не переживайте, все обязательно случится, но вот в присутствии большего количества людей. Вот такой формат, коллеги, я предлагаю, до 5 минут выступающие, и если из зала будут вопросы, мнения, мы обязательно их озвучим, и тогда мы приступаем. Конечно, мы сегодня очень много говорили о каких-то смыслах, о посылах. И знаете, вот говоря о том, что мы ждем своих Симоновых и Твардовских, я, конечно, имела в виду не только наших коллег-журналистов, которые в средствах массовой информации работают, я здесь имела в виду и наших уважаемых писателей. Закир Асланович здесь с нами, председатель Союза писателей Закир Асланович Алибаев, депутат Государственного собрания. Конечно, сегодня важно мнение каждого, сегодня нам важна позиция каждого, потому что я думаю, что у каждого из вас есть круг людей, которые вам доверяют, и, наверное, если не ежедневно, то очень часто задают вопросы: а как ты думаешь, а что происходит, а что будет дальше? К вам обращаются, потому что, во-первых, доверяют, во-вторых, понимают, что вы владеете информацией чуть больше, чем все остальные. Да? И вот отвечать на эти вопросы, формировать общественное мнение – это наша такая общая задача. И мы также сегодня пригласили наших коллег, которых мы называем блогерами. Я считаю, что все блогеры, которые работают на родных языках, на башкирском, на татарском, на чувашском, это те люди, которые продвигают родной язык в интернете. И, наверное, это больше, чем блогеры, это такие, как сегодня принято говорить, амбассадоры своего языка. Поэтому позицию блогеров мы тоже послушаем. И от блогеров, конечно, хочется услышать обратную связь еще и в части, как они воспринимают традиционные средства массовой информации. Да? Потому что, с одной стороны, блогером быть легко. Снял какое-то видео, стал популярным, у тебя нет главного редактора, который тебя отредактирует, у тебя нет главы района, который тебе позвонит и скажет: ты чего там творишь, да? Но у тебя есть аудитория. И вот наша с вами задача, объединив усилия и блогеров, и тех, кто работает в традиционных СМИ, формировать так называемых, пул, наверное, экспертов и лидеров общественного мнения. Поэтому, говоря о общественной организации, о смыслах, о посылах, я хотела бы предложить нашу дискуссию начать с выступления председателя исполнительного комитета Всемирного Курултая Башкир Юлдаша Мухаммадовича Юсупов. И, наверное, здесь и статус и председателя, и, наверное, Юлдаш Мухаммадович и как ученый тоже, потому что достаточно подробно этой темой, наверное, формирование мнения, да, и отношения к тому, что вокруг нас происходит, ведете работу давно, поэтому, Юлдаш Мухаммадович, слово вам. Рахмет. Микрофон. Рахмет, хайырлы күн, хаумагыз, барыгыздала. Шунда сын күңелдән байрам дип әйтергә булалар, чөнки безнең өчен медиа ел әлеге вакытта ел һаен үтеп бара бит инде, һәм һәр ел һаен без һөҗүмтәләр бит инде, ниндидер яһайбыз һәм алдангы безнең тормышыбызга ниндидер пландар корабыз бит инде. Һәм мин 5-7 минутка өлгермәһәм, мин иң беренче үземнең төп фикеремдә әйтеп китәм. Я боюсь не успеть на 5 минут, поэтому сразу скажу свою самую основную мысль. Необходимо создать концепцию или стратегию развития национальных СМИ. Это, мне кажется, сейчас вот с этого надо начинать, и уже мы сначала сами проработать должны, что мы можем, какие у нас ресурсы и как мы можем двигаться вперед. И потом уже выходить с инициативой к Раде Фаритовичу и так далее, и дальше уже это реализовывать. Это была основная мысль, и дальше уже, наверное, обоснование этой мысли. Дорогие друзья, мы сейчас, конечно же, переходим на новую эпоху, и мы здесь с вами должны понимать, во-первых, всю ответственность, это, мне кажется, каждый понимает, но перед нами есть очень интересный сюжет, исторический, я как историк уже, наверное, здесь говорю.
У нас есть, наверное, по большому счету, горький опыт 90-х. Опыт 90-х, когда наше общество распалось, когда наше государство распалось, когда мы начали пересматривать нашу историю, разделились там на красных, на белых, на этих, на третьих и так далее. И мы видим, как вдруг некогда могущественная страна вдруг начинала расползаться. Расползаться в первую очередь в головах. И тогда, вот, к сожалению, мы, наверное, не сформулировали, но мы, я подразумеваю в данном случае и медиа, представители медиа, журналистов, наверное, тогда уже больше подходит, да, этот термин. Сейчас же у нас перед нами, перед глазами есть опыт. Опыт именно той, на самом деле, трагедия. Трагедия, если, может, для каждого человека это, может, не такая уж трагедия была, но когда мы ее умножаем на миллион, на 140 миллионов, да, это становится настоящей трагедией, трагедия нашего общества. И у нас есть опыт, во-первых. И мы должны, во-первых, осмыслить, а что происходило в 90-е годы. В 90-е годы также на самом деле целенаправленно разлагали наше общество. Может быть, многие элементы мы и сейчас видим, в виде того же фейк-ньюс, тех же забросов и так далее. Тогда, вот если вы откроете любой журнал «Огонек», любой номер журнала «Огонек», вы видите, как пересматривали все наши сюжеты, что это плохое, вот здесь плохое, вот здесь вот империя зла, вот здесь вот геноцид практически и так далее. То есть все вот эти вот сюжеты, они внедрялись в наше общество, они прямо вкручивались, можно сказать, да. Наверное, можно выделить, вот я как историк, наверное, выделяю два основных принципа, как это делалось. Во-первых, внушали людям страх. Вот помните, наверное, маньяка Щекотилу, да? Помните, да? Сейчас кто-нибудь помнит какого-то маньяка, может сказать, вот сейчас? Никто. А потому что тогда, скорее всего, это специально делалось. То есть людям как-то внедряли страх. Страх перед маньяками, страх перед государством, страх перед милицией, перед прохожим, перед соседом своим. Да. Везде мы должны были всех бояться. Второй принцип – это лишение рационального мышления. То есть мы не должны рационально мыслить. Ну, наверное, вот я на самом таком простом, наверное, пример приведу, самый простой. Знаете, зачем мы ставили банки с водой перед телевизором? Мы заряжали эту воду, да? Заряжали. Я понимаю, только старушки ставили, но это все равно наша аудитория. Это все равно аудитория, по которой работали. И здесь и гороскопы, и так далее. И если уже переходим от такого бытового на более верхний, пересматривают это наши исторические сюжеты. Итоги Великой Отечественной войны, пересмотр сюжета об Александре Невском и так далее, и так далее. То есть по каждому сюжету отдельно шла работа. По большому счету, сейчас что мы здесь видим, это по большому счету продолжение той самой работы. Только сейчас она более массированная уже. Но сейчас у нас есть самое главное, самое ценное, что у нас есть. У нас есть опыт. Мы это все пережили. У нас на общественном уровне у нас травма, и мы должны это понимать. Травма распада общества, травма распада нашего государства. И с этим опытом мы должны дальше двигаться. Вот смотрите, относительно сюжетов. Великая Отечественная война закончилась. Было поколение, которое помнило эту войну, это невзгоды и так далее. Оно ушло, приходит новое поколение, оно забыло, что такое война на самом деле. Происходит распад страны в 90-е годы, в конце 80-х, перестройка и так далее. Сейчас мы не должны допустить такого, чтобы наше поколение следующее, оно помнило, что происходило, да? Оно должно помнить вот эту память, и это во многом зависит в том числе от национальных медиа. Именно здесь, мне кажется, если мы говорим о некой такой цельной концепции, цельной стратегии, мы должны понимать вместе с вами, вот я как представитель общественной организации, Зугурай Агануровна как представитель общественной организации национального культурного характера, мы должны с вами вместе с национальными медиа сформировать смысл, нашу миссию, зачем мы нужны. И мне кажется, здесь ответ вот сейчас, вот, может, год назад я бы где-то сомневался, но сейчас этот ответ очевиден. Мы должны с вами вместе формировать нашу общую объединяющую платформу.
патриотическая платформа, там, платформа единого некого такого культурного пространства. Можно как угодно называть, но это должна быть результат нашего созидательного труда. И здесь, конечно же, многое зависит от национально-культурных организаций национального характера, да? То есть в данном случае мы должны проговаривать все эти вещи именно на четкой позиции того же Курултая Башкир, той же Ассамблеи народов и так далее, медиа должны выстраивать свою вот эту всю площадь. Да? Но должно быть самое первое, должен быть какой-то стержень. Я думаю, здесь и Эльвира Натановна, и Зугурая Гануровна, и, надеюсь, я все-таки сформировали вот тот взгляд, наше мнение на самом деле. Наше мнение по отношению к международной обстановке, наше мнение по отношению к нашему состоянию общества. И сейчас, я думаю, надо уже следующий шаг, а как это выразить непосредственно, как сформировать вот это самое информационное пространство. И мне кажется, здесь мы должны отталкиваться от самого главного тезиса, о том, что Россия на сегодняшний день, как российская цивилизация, как евразийская цивилизация, является главным и единственным очагом для подавляющего большинства наших народов. То есть башкир может быть башкиром на самом деле полноценно именно здесь. Там чуваш, якут, нагаец именно здесь. То есть, например, если он переезжает туда же в Турцию, например, тот же сибирский татарин, например, он через поколение, на следующем поколении уже потеряет. Уже там нет возможности сохранять свою культуру в поколениях. И эта возможность, вот это именно создание культурного очага, она находится именно здесь. И это мы должны с вами полностью осознавать. И здесь я бы хотел привести положительный пример маленького народа, буквально чуть больше 100 тысяч населения, это нагайцы. Вот посмотрите, какие у них паблики в YouTube-канале, насколько они активны. Я бы особенно отметил астраханских нагайцев, юртовских нагайцев. Полностью пронизано патриотическим дискурсом именно про-нагайский. То есть именно нагайцы, они видят свое будущее именно здесь, вот именно в этом культурном цивилизационном пространстве. И это на фоне того, что кто-то на Первом канале ищет там несуществующую лошадь и так далее, да, вместо того, чтобы формировать платформу против тех же Идель Реалий или там того же Руслана Айсина, да, блогеров, которые, откровенно говоря, уже переходят определенную черту. Здесь мы должны с вами понимать, наверное, следующую уже такую миссию второго порядка, это наша просветительская миссия. Создавать порядок из информационного хаоса. И вот в этот хаос сейчас нас хотят погрузить, и мы видим его, его границу, что он почти близко совсем к нам. И национальные СМИ именно должны создавать порядок. Недаром, вот я, к сожалению, не смог так найти цитату, но она так мне понравилась. Разум говорит на родном языке. На родном языке мы должны формировать смысл нашего существования в рамках единой российской цивилизации. Вот это, мне кажется, наша самая главная цель, самая главная миссия. И исходя из этого, я считаю, мы должны формировать наше концептуальное будущее. Мы должны формировать нашу стратегию. Рахмат Улаш Мухаммедович, да, спасибо, присаживайтесь. Я думаю, что прозвучали такие ключевые тезисы, которые требуют где-то осмысления, где-то обсуждения. И, наверное, коллеги, которые вслед за вами будут выступать, будут, может быть, апеллировать к вашему выступлению. Но хотелось бы, по крайней мере, потому что на самом деле такая важная, большая история, про которую мы на пленарке начали говорить, про национальную политику Российской Федерации, о том, что сегодня, конечно, это такая... для любой страны это уязвимая тема, потому что для каждого его этнос, его народ – это такой триггер, на который человек сразу реагирует. И поэтому здесь наша задача именно в текущих условиях. Понимаете, с одной стороны, мы все, живя в этой республике, работая в наших СМИ национальных, для нас это такой формат, как воздухом дышим, да? Для нас все понятно, что нигде, кроме как в России. Для нас это понятно. Для нас понятно, что мы, как этнос, великие, и в то же время мы граждане Российской Федерации. Для нас это понятно. Но мы со своей аудиторией, может быть, об этом не говорим, потому что это и так понятно.
Да? Но те люди, которые начинают работать против этой концепции, они начинают вот раскручивать историю, и люди начинают думать, а может быть это не так? Открывают официальные СМИ, а у нас подтверждения того, что все хорошо, нет. Потому что нам кажется, что это уже, как сказать, априори. Поэтому здесь тоже есть над чем подумать. И, Максим Владимирович, мы вас ждем. Максим Владимирович Ульчев, руководитель агентства по СМИ. Да, я думаю, мы вам дадим время погрузиться. Да. В продолжение, наверное, того, какая миссия сегодня средств массовой информации, мы постарались вот охватить разные издания. И, наверное, такой ключевой, объединяющий журналистов и писателей, это у нас журнал «Агидель», Кунафин Мунир Сахиулович, я почему-то Ярагут Рахимит Мунир Сахиулович, и как публицист, и как писатель, и как главный редактор. Ну, заявлено феномен толстых журналов. Мунир Сахиулович, тоже просьба, да, вот своими словами, без такого экскурса в историю, пожалуйста, Рахимит, 5 минут. Микрофон да қабылдаған. Басыраға керек. Қызыл янырға тиіш. Ортағында. Болды ма? Өз пікірге тоқталып кеткім келе. Солай да қысқа ғана бұл сығышымда хикметтен башлағым келе енді. Бұл хикметті еш қабаттарға жаратам мен. Ер менен қатын яшаған. Олар мал тұтып, май бішіп күн көргендер. Қатын майды бірішер килогына юмарлап, әдірлеп тұра екен, әйір күнде сығарып хататы. Бір сәудегер ысынапта бұл юмыры май 1 кило тартам екен, бұл мені алдамай екен деп үлсерге болған. Үлсәһе көде шардай болған, юмарланмай, не бары 900 грамм екен. Теге ерді сақырып, барғам әлдінде ұятқа қалдырып, фаш еткенінде, ер бұл айтып жауап берген. Ғафуит бай әфәнді, менің үйімде килограммлап үлсәй тұрған үлсәмім жоқ жол деген. Үз қолым менен эшләгән бизмен генә бар, уның бер ягына һез 1 кило дип хаткан токсалы тары ярмахын халабыз. Икенче ягына катынып яңа бешкән майын самалап ямарлыгай. Менә шулай һәркемнең үз бизмәне, безнең дә үз бизмәнебез бар бит инде журналистларның. Журналдың һәр ханын сыгарган хайын бизмәннең уң ягына урын алган халкым карашын, замандашыбыз зауыгын, әдәбият кимәлен, күләмен дә, кешеләрнең зары хәстәрен дә самалайбыз да, хул ягына агыйделебезне үдебез җитештергән товарды алабыз. Үдебезнең бәлки безнең агыйделебез 900, 800, 700 граммда булган сактары бардыр. Ләкин без иң мөһиме уң яктагы бизмен, халкым теле, халкым рухы, халкым зауыгы, халкым тарихы, безнең өчен бик тә кадерле булган кыйммәттәр ягы тулы 1 кило тартуын теләйбез. Менә бұл тары ягы 1 кило тартуын өчен бездән заманыбыз, безгә нык бәйле, бездән заманыбыз шуны көтә бит инде. Шуңа күрә мин ул уң якта юмарланмай гадел тартыр, чөнки безнең намыслы үз эшен яраткан, нинди генә хәлдә булса ла эшләгән журналистларыбыз, коллегаларыбыз бар. Ул журналистлар иңендә халык теле, халык күзе кимәлендәге олы йөк һәм какшамас намыс ята. Моны бер. Икенчесе, күпчелек фикер дигән төшенсә бүген киң кулланыла. Ул бигрәк тә бер сәяси кампания башланһа, социаль күзәтүләр үткәргән була, буңа ошоңа яшылтаналар бит инде. Бұл төшенсәгә мин бераз шикләнеп тә карайым. Чөнки өйрдең анык фикере һәм бәрәгәйле булуы утопия күк миңа. Ләкин шәхестең генә фикере төпле карашы була. Чөнки ул гына теге яки бул вакыйганың асылын мейе аша 1000 иләктән үткәрер хыгымтага килә ала. Баягы өйр ана шул шәхес артынан барһа гына, уның фикеренә эяреп, үзенекен булдыра. Ине шәйлап кына дарьяга әйләнә һәм халык фикере уяна. Милли идеялар барлыкка килә. Нигә бултырла уйланып киттем әле дим. Без гадәттә орын халып, байрак булгап сыккандарды, сафтың алдына ынтылгандарды күрәк күрәләр. Бана улар исмам халкым өчен сәсәрәп хезмәт итә. Янын аямай яуга ташлана дигән фикергә киләләр. Ил тойгыһы,
милләт хәстәре тигән өйе олы төшенсәләр бар. Ошо тойгыларды күкрәк хугып кына яклап, хаклап кына ала булалар. Тик шулай да, минеңсә, ил, милләт тәүдә тыныс кына һәркемнең йөрәк төбендә бу йөткерә. Тыныс кына һәркемнең йөрәк канында көз туплай. Тыныс кына һәркемнең күңел бишегендә бәүлеп, назга, моңга сорнала. Ә кемдер рухын күтәрә, кемдер милләтте, телде һөйергә, кем илен, Башкортстанын, Рәсәйен яратырга өйрәтә. Кемдер күңел бишегенә халык моңын, халык гәүһәрләрен халып бәүлтә һуң. Без тәүдә ата-әсәйләребез, укытучылар, мәктәп. Шулай да шәхес туган иленә, еренә мөхәббәтте, аерылыгы һәм кабатланмас тартылу, хаклау хисен аерым мисал өлгеләрдән, рухияттән күбрәк алалар. Дип уйлыйм. Менә ошо яһәттән без Ходай һәләтлеләрне, илаһи заттарны яраткан, рухият тагында турысларның һөнәрләрен булткан. Шуларның бере бана безнең журналист һөнәре. Һәм шулай ук без язучылар. Улар үзләренең тынгыһыз фидакать эшмәкәрлеге, язган хезмәттәре менән күпме баланың йөрәгендә, күпме башкорт ир-атында, гүзәл затында туган теленә, иленә, милләтенә карата һөю, көз һәм мөхәббәт тәрбияләй алды. Был олы юк. Шәхес буларак улар ил алдында фәкер ята һәм күптәрне үз артына эйәртәләр. Уның кулындагы байрагы тәү карашка ил йөзен балкытып, бик күренеп тә бармайдыр. Тик Башкортстан, Яшьлек газеттәре, Акбулат, Аманат, Агидел журналлар һәм башка басмаларда алдырып укучылар, рухият тагында торучылар, милләт дип янусы меңнәрчә кешеләр уны үз йөрәгендә җилбердәтә. Журналист шәхес өчен шуннан да олы бурыс, олы кинәнес юк. Журналистлар йөрәгендә җәмгыятьтә күпчелек фикерен тудырысы олы рух, ил тойгыһы яшәй. Бұл менің икенче фикерем. Хәзер 6 минут булды ике фикере. Мына бисагала бер генә фикерен бәйтеп киткем килә. Мына без бүген Агыдел күк журналдар зур аудитория өчен хәзер элекке хәмәктәге масса өчен эшләү бик уңайлы түгел. Шуңа күрә без ошо массаны эйәртердәй образ һәм креатив фикерле интеллектуаль элитасын сыгарга тырышабыз. Менә яңарак кына ошоны әйтеп киткем килә, чөнки шуны булмай. Өченче ханда, мәсәлән, Гөлширә Гыйзатуллинаның яратам дип әйтеп өлгермәгән дигән хикәя сакты. Ул хикәяне менә кулдан кулга йөртеп укыналар. Унда ошо фашизмга каршы төрле лозунгтар, уран сакыруларга менә ошо хикәя шулар хымак яңгараны. Унда Хугыш осорында үзенең үлгән картына әбе кеше яратам дип әйтеп өлгермәй дә үз яйы менән Германияга китә, бабай концлагерьдә үлгән була. Һәм шунда барып бабайның каберен табып, мин сине яратам дип әйтә. Һәм гомер буе совет солдаттарын яратмаган немкалар совет солдаттарына һуң без уларды унтермен хайван дип хананык бит. Мин уларга икмәк бирү түгел, улар яшәргә лайыктар дип тә караманык дигән немецлар был әбейдең алдында баш иеп, оның рух көсе, тазалыгы, кешелеклеге, мөхәббәткә тогырына баш ия. Моны ошо хикәяне ушул март айында сыгу шул тиклем уңайлы булды, күптәрнең фикерен үзгәртә алды. Был мин уйлыйм каләм көсе, фикер көдрәте дип. Зур рәхмәт һеҙгә һәм тәҡдим бар ине, шундай төплө һәм матур сығыш. Тәҡдим бар ине, менә беҙ бөгөн ул турала әйтеп үттек бит инде, рус теленә күсәм. Очень такое емкое выступление, на самом деле, ну, наверное, и философское тоже, о миссии, о роли, об ответственности, о чем вы говорили. Мы уже говорили, что, наверное, сегодня вот колонка главного редактора, она должна быть в каждом издании. Поэтому если вот то, что вы сегодня говорили, опубликуете у себя, или, я не знаю, там в газете «Башкортостан», на передовице какой-то, мне кажется, это тоже формирует общественное мнение. То есть это вот мы, понятно, здесь аудитория, которая вас знает. Еще раз говорю, мы все время работаем с той целевой аудиторией, которую и так не надо агитировать. Нам надо все-таки, вы говорите, интеллектуальная элита, это хорошо. Но мы должны сегодня на массовую аудиторию работать. Поэтому просьба была вот где-то это опубликовать, не только здесь озвучить. Зур рахмәт һеҙгә. И реклама была 3-го номера журнала «Агидель», такая ненавязчивая.
Кто там в очереди следующий, да, поэтому раз по рукам ходит. Дурахмет, большое наше издание, тоже со своей историей большой, который издается на татарском языке. Да, на вас смотрю, Фаиль Камилович Фатхетдинов, национальная печать. Фаиль Камилович, ну, я знаю, что вы за 5 минут и даже за 4 сможете то слово, которое ты... Я за 5 минут, а то, что не по протоколу, можно и дальше продолжать. По протоколу 5 минут. Ладно, Давайте, по протоколу, Рахмет, то, что давайте. сейчас я скажу. Да, давайте. Хурматлы дуслар, коллегалар, сіздің барығызында Қызыл таң газеті, Тұлпар, Әллүки журналлары исеменнән тәбрик итәм. Как уже сегодня не раз было подчеркнуто, вся западная информационная атака на Россию через различные каналы направлены на подмену базовых российских ценностей: коллективизма, любви и семьи, социальной справедливости и патриотизма, преобладания духовного над материальным. Я сокращаю. В такой непростой обстановке в мире роль национальной периодической печати, в том числе и татароязычной печати Башкортостана, в жизни республики очень велика. Идеология наших печатных изданий и сайтов учитывает не только мечты наших читателей, но и реальные государственные потребности. А объединяющей основой национального сознания башкортостанцев и реальной государственной потребности, безусловно, является сохранение и укрепление России. В ближайшей исторической перспективе у нас нет важнее задачи, чем сбережение и укрепление России и единство ее многонационального народа. Нам нужно сохранить целостность доставшегося наследства большого государства с его неисчислимыми проблемами, но с огромными возможностями. Газета «Кызылтан», журнал «Тулпар» и «Аллюки» в значительной степени способствуют процессу государственного устройства, укреплению межнационального согласия в регионе. Сегодня эти татарские издания республики выполняют важную функцию – обеспечивают читателя необходимой информацией, которая основана на сохранении и уважении национально-культурных и духовных ценностей татар и других народов. Таким образом, они вносят ощутимую лепту в укрепление государственности Российской Федерации. В Башкортостане перо журналиста с идеологической точки зрения изначально было направлено на воспитание морально-этических качеств, чувство патриотизма у читателя. Журналисты татарских изданий сегодня верны этим требованиям, так как духовно-нравственные, религиозные ценности, национальные традиции занимают самое важное место в формировании патриотизма у читателя. Работу государственных, национальных средств массовой информации Башкортостана нельзя оценивать, исходя из экономических показателей, в денежном эквиваленте. Прибылью, то есть результатом нашего труда, может быть только атмосфера межнационального, межконфессионального согласия в обществе. Содействие формированию патриота республики, пропитанного духовно-нравственными ценностями народов страны. Если этого не будет, ни о каком экономическом росте и речи не может быть. Когда человек и общество склоняются принимать материальные богатства за главные в жизни, это влечет за собой деградацию и может привести к разрушению личности и в конечном итоге общества. Именно поэтому национальные издания республики, в том числе татарские издания, служат и должны служить интересам народов республики, проживающих именно на этой территории. Сила государства в обществе видна и по отношению к духовным ценностям. Сила духа народа показывает лишь мощь страны. Это уже не пустые слова. Сила духа народа в современных условиях – это стратегическое понятие. Она связана с безопасностью страны. Конечно, это не экономическое понятие. Его невозможно показать диаграммами, таблицами. Сила духа – это та ценность, чем пропитан человек, которую нельзя потрогать руками. Именно в наращивании, накоплении этого богатства неоценима роль республиканской национальной печати. Одной экономики для организации государственности недостаточно. Держателем формы является дух. Именно он задает качественные, а не количественные, как материя, параметры бытия. Соответственно, для деформирования организма следует разрушить его духовную субстанцию. Стоит подорвать дух, и материальный субстрат распадется сам собой.
Ввиду этого именно духовное состояние народа является одной из главных мишеней в новых информационных технологиях борьбы против России. Мы говорим, пишем, вещаем на разных языках, но нас объединяет наша общая родина – Башкортостан и Россия. Национальная печать Башкортостана – это и есть источник идейно-духовного ресурса России. А идейно-духовный ресурс, в свою очередь, является наиболее весомым фактором государственной успешности. Высокая духовность народа исторически не раз спасала Россию в критических ситуациях. Мы знаем, что идейно-духовное состояние наших читателей вместе с творческим мастерством наших журналистов обеспечит общий успех в глобальной информационной идеологической войне. Это то, что по протоколу. Ровно 5 минут, Фаиль Камилович. Прям аплодисменты. Да. Такой четкий тайминг. Сейчас не по протоколу. Который... Да, короткая реплика, Да. да, может быть, в продолжении, да, по поводу мерить, диаграммы, экономика, эффективность. Вот с чем я точно не соглашусь, что нам точно надо замерять охваты. Потому что мы все средства массовой информации. Если мы говорим, что мы воспитываем отдельно взятых граждан и посчитаем их количество по тиражу газет, то это уже не массовая информация, те газеты, где тиражи маленькие. Поэтому, конечно, наша задача, чтобы наше слово отзывалось как можно у большего количества людей. Вот здесь вот охват обязательно надо считать. Потому что сегодня вот у любого блогера, да, это в показателях, если блогер, который работает в одиночку, производит контент, и у него охват миллионы, я сейчас не беру качество контента, я беру чисто вот цифровые показатели. И редакция, в которой работает большое количество сотрудников, есть бюджетное финансирование, и мы не доходим до массового читателя, то вот тут вот вопрос эффективности возникает. Это вот как бы короткий комментарий. Я думаю, коллеги, которые в зале, кто-то согласен, кто-то не согласен, но этот критерий мы не можем не учитывать. Потому что если мы работаем персонально, индивидуально, для этого у нас есть работа в семье. Вот. Поэтому это такая короткая. Но опять же, вот я, Максим Владимирович, говорю, вот следующая колонка главного редактора тоже с готовыми такими мыслями, сформулированными, очень четко позиция ваша понятна. Эльвира, позвольте мне тоже Да, подключиться к Максим дискуссии Ильич, да, немножечко. пожалуйста, Добрый день. Хайрликюн, хурматлай дустар, коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Позвольте мне тоже поприветствовать нашу большую национальную семью средств массовой информации. Понятно, и я уже, наверное, повторюсь, что мы живем в согласии в многонациональной республике. И, как вот сказал Фаиль Камильевич, как раз основным KPI, да, нашей работы – это как раз градус наших отношений, градус нашего понимания друг другу, того, как мы ценим друг друга. И в этом плане я думаю, что наша оценка, наша работа заслуживает, ваша работа заслуживает высокой оценки. Это, конечно же, в том числе, может быть, во многом и в первую роль, работа нашей интеллигенции, нашей национальной интеллигенции, которая умеет выстроить политику таким образом, что мы все ценим, уважаем друг друга, узнаем друг о друге, и в том числе из наших средств массовой информации. У нас есть отдельный сегмент и творческой интеллигенции, и писатели. Мы понимаем, что у нас, скажем так, нас много. Но, тем не менее, в отношении средств массовой информации я хочу сказать отдельное спасибо. И относительно экономической эффективности, о которой вот сразу не уходя далеко, конечно же, мы понимаем, что экономическая эффективность, что такое эффективность? Это заработать на рекламе, сколько смогли, да, сколько привлекли средств там, и так далее. То есть здесь никогда речи не шло, но в первую очередь так задача не ставилась. Да, как сопутствующие показатели, наверное, конечно, где-то экономика присутствует, так как это цифры, из которых складывается и заработная плата и так далее. Но мы понимаем, что никогда рекламные доходы не были основным источником, наверное, единственным источником существования редакции. Но я хочу сказать, наверное, про другой показатель. Вот есть показатель экономической эффективности, а есть наш показатель результативность нашей деятельности. Вот результативность, конечно же, от этого мы не можем отказаться, наверное, и вы понимаете, как вот Эльвира Ринатовна уже с языка сняла, это уже с наших других мероприятий, мы это неоднократно говорили, средство массовой информации не может просто стать средством информации. Массовость, то бишь аудитория, это один из наших критериев нашей работы. И как уже сложилось, и я могу откровенно говорить, что
Если мы говорим и отстаиваем интересы средств массовой информации, обсуждаем их с главой, мы понимаем, что основным критерием вашей работы является, помимо вот этих вот неизмеримых показателей, измеримых, это ваша влиятельность. То есть это сколько вы охватываете, сколько... Мы понимаем, какую ценность вы сами по себе представляете, но мы помимо этого оцениваем, до какого количества людей вы смогли ретранслировать эти ценности. Поэтому здесь мы одинаково оцениваем, вот и Эльвира Ринатовна, и Исфаиль Камильевич, вы, наверное, не будете возражать, что показатель результативности, он остается, им он никуда не девается. Ну, наверное, на этом этапе все, дальше продолжим. Спасибо, Александр Исфаиль Камильевич. Еще реплику хотели вне протокола, я так понимаю. Вот Медиаен – это хорошее мероприятие. Кахарна. В прошлом году участвовали только татароязычные и башкироязычные журналисты. В этом году вся пресса, наша республиканская, и государственная, и негосударственная. Это хорошо. Мне кажется, надо расширить наш круг. Почему? Надо сюда приглашать из администрации районов, которые отвечают за идеологию и которые занимаются подпиской. Мы тут сами себя хвалим. Мы говорим, как хорошую, важную работу мы выполняем, но они-то этого не слышат. Они этого не слышат. Вот кто был в районах, в администрациях районов, сейчас там молодежь, как вы сказали, после 90-х годов рождения, они про наши издания вообще знать не знают. Вот их надо сюда приглашать, пусть они тоже слушают и слышат нас пусть. Вот это первое. Я могу привести примеры, но просто не хочется. Районна Аламайтов. Исфаиль Камильевич, да, это уже вот в перерыве, пока мы общались с коллегами, это уже на какой-то площадке сегодня обсуждалось. Было даже предложение приглашать на этот форум глав районов, чтобы они не правили заголовки. Вот я не знаю, на какой площадке это звучало, что после редактуры, я не знаю, главы района, заместителя главы, читать газету невозможно. Тырышават, потом, говорит, нас заставляют переписывать. То есть этот момент тоже есть. То есть мы это обязательно, Максим Иванович, возьмем в проработку, как это лучше сделать, как это все донести до наших руководителей на местах, потому что задача общая. Второе. Тиражи национальных изданий. Это же, когда начинается подписная кампания у нас никогда не кончается, с января по 31 декабря, с 1 января по 31 декабря. Ну, с чего начать-то? Вот у нас сколько библиотек. Минкультура относится, по-моему, где-то 2000 библиотек. Вот уже реальный 2000 тираж наш. Всех республиканских изданий, плюс районные. Плюс детские, но детские республиканские все равно же. Сколько у нас школ? Вот наши тиражи. А у нас некоторые тиражи наших изданий, даже, вот меня Янчи Шмяшин, например, меня стыдно, потому что мы воспитались, мы воспитаны, Янчи Шмяда, Башкортостан пионерында мы воспитаны. Мы хвалимся из трибун, что сколько-то детей изучают башкирский язык, сколько-то сот людей изучают татарский язык. Но они-то наши издания не знают. Школы, можно вот какое-то задание через Миновар или через Минкульт можно собирать тиражи. Но для этого что надо? Надо целевые бюджетные деньги для подписки ведомственных изданий. Ведомственную подписку, чтобы оформить. Целевые деньги. В Татарстане выделяются целевые деньги для библиотек, для школ и для там еще каких-то бюджетных учреждений. Целевые деньги нужны для подписки. Так, еще что? Завершая, Исфаиль Камильевич. Да. Все, дальше. искать все интернет. Да, Исфаиль Камильевич, Дур Рахмет. Коллеги, на самом деле, да. Да, это уже обсуждали на прошлом форуме. Коллеги, по поводу тиражей, Исфаиль Камильевич, вот уже мы с Максимом Владимировичем обсуждаем, как это сделать в виде какого документа, да, чтобы это была рабочая история. Но мы здесь тоже должны понимать, вопрос ведь не в том, сколько человек выписывают, а сколько человек реально прочитали.
Вот это мы тоже должны держать в голове. У нас был период, Фалькевич, я договорю, у нас был период, когда подписывались все, когда учителя должны были, все должны, тиражи были хорошие. Вопрос в том только, вот мы, условно, наша кухня, да, кухня телевизионная, радийная, газетная, мы приготовили. Наша задача, чтобы это съели. В этом наша задача. Если мы приготовили, никто не притронулся, то есть мы же не процесс ради процесса. А так давайте подумаем, Максим Владимирович, как это лучше сделать, потому что по подведомственным организациям я абсолютно согласна, потому что сегодня подписка у нас на плечах главных редакторов, которые там, я бы сказала, там круглогодично ездят по районам, по учреждениям, просят подписаться, да, то есть какое-то системное решение здесь, да, я думаю, надо подумать. Мы здесь уже, понятно, что ничего нового, может быть, велосипед не изобретем, но уже в той части, где нужна поддержка администрации главы, мы вот уже, по-моему, третье полугодие, мы и на оперативках поднимаем этот вопрос, и письма пишем, ну, о чем и главные редактора просили нас, чтобы в администрации, на контроле этот был вопрос, и на оперативках этот вопрос поднимали, на местных в администрациях. То есть вот последний от Максима Васильевича Забелина тоже, ну, мы с ним консультировались, он хорошо поддержал некоторые идеи, которые мы с ним обсуждали. И вот одна из них, это письмо главной в редакции, администрации ушло. Ну, в целом я хочу сказать, что вот это перекликается в том числе и с вопросом с предыдущим о том, о аудитории, о влиянии. Мы понимаем, что подписка – это живые деньги, это конечно, но вопрос аудитории, влияния на аудиторию, он звучит немножечко шире. Я вот хочу пример привести по поводу завоевания новой аудитории. Ну, у нас есть вот и детский журнал уже, в который растет аудитория. Есть еще другой пример, когда редакция завоевала новую аудиторию, я считаю, что залповым даже методом, это «Ватандаш» журнал. Когда начали публиковать некоторые свои материалы в социальных сетях, и когда у нас охваты и просмотры уже измерялись тысячами и десятками тысяч, когда те материалы, то есть получается, что самое, я вот уже говорил, я, наверное, повторюсь, но самую тяжелую работу, по большому счету, мы уже сделали, когда мы создали контент, и он представляет определенную ценность, мы это понимаем, но остается сделать работу по распространению этого контента, и вот между нами и потенциальным читателем, да, это зачастую можно сделать через социальные сети. Да, может быть, это не к одинаковым проектам, это, наверное, не всегда там, к телевизионным проектам применимо, но вот в части текстового контента есть здесь у нас руководитель Ватандаша в зале, нет? Но это был здесь, да? Просто был интересный кейс такой, я уже про него говорил, когда распределили материалы про наших соотечественников, про наших земляков, их распространили в тематические сообщества, тогда еще Facebook был, но сейчас у нас другие есть инструменты, но тем не менее такие получили охваты и такие подписки на их сообщества в соцсетях, что мне кажется, это как раз то целевое действие, к которому нам тоже нужно стремиться. И когда мы говорим, естественно, мы неизбежно говорим и о финансировании, но мы основным аргументом приводим, когда мы от учредителя деньги запрашиваем, да, это то, на какая аудитория, у какого средства массовой информации. И сегодня мы уже вот договорились, в прошлом году уже так было, мы меряем аудиторию суммарно. То есть вот вы говорите про тиражи, а для учредителя, когда мы говорим про вашу аудиторию не только через тиражи, да, а совокупно. Мы понимаем, что экономически интересны именно тиражи, монетизации большой, у нас уже иллюзий больших нету, да, есть определенные инструменты, но они работают как какая-то монетизация на больших цифрах и числах. Но в вашем случае, когда это все-таки специализированное издание, то здесь в большей степени, конечно, вот именно ценность влияния имеет право. И не надо недооценивать, пожалуйста, и просьба, вот эти вот кейсы тоже берите на вооружение. И мы рассказываем сегодня на круглых столах, и ваши коллеги, в том числе младшие коллеги, которые занимаются работой в социальных сетях, то есть вот инструменты влияния, расширения влияния, они есть. Да, они не приносят денег, но они принесут влияние, которое мы сможем потом уже, ну, грубо говоря, так продемонстрировать нашему учредителю. И это тоже ваша ценность. Да, Максим Иванович, я, коллеги, вот признаюсь честно, в прошлом году при подготовке к медиафоруму я
настойчиво просила Максима Владимировича, да, то есть, а как мы меряем аудиторию в интернете? Потому что есть у нас, где тиражи маленькие, но очень хорошие группы ВКонтакте, очень много тех, кто лайкает, комментирует, репостит к себе. Но это тоже наша сила, это тоже работа редакции, она не должна оставаться там на маленьком каком-то аккаунте, где 15 подписчиков, я утрирую, конечно. Поэтому, когда мы говорим про совокупную аудиторию, когда говорим про нашу социальную базу, про наше влияние, то есть, Максим Ильич, если мы начали совокупно мерить, я очень рада, потому что мне кажется, что это вот про тот KPI и есть. Когда мы с Радием Фаридовичем разговариваем, мы же говорим про вас и про вашу аудиторию. Мы уже просто давно уже переступили, вот в прошлом году как раз через это, и уже мы понимаем, что для вас эта подписка – это деньги, это мы понимаем, но учредитель нам дает деньги тоже, и мы говорим именно, что совокупная аудитория, да, это так. Это тоже про эффективность. Спасибо, Максим Ильич. У нас присоединился Урал Тагирович Кельсинбаев. Да. Урал Тагирович, мы вас будем по мере, да, видите, у нас рояль в кустах, все, ваша табличка готова. Урал Тагирович Кельсинбаев, да, Рахмет. Коллеги, мы продолжаем. Игорь Иванович Губаев, главный редактор газеты на марийском языке «Чолман». Я думаю, Игорь Иванович, уже те позиции, которые у коллег прозвучали, да, меньше займем. Давайте 2 минуты. Да, давайте, добрый день, может 3 минуты, да. Все мы знаем, особенно наша марийская печать, более века назад была вынуждена в историческую обстановку создаваться в связи с тем, что малые народы тогда не понимали, не знали русского языка. Вот нынче безграмотных у нас нет. А в нашей республике формируется политика гармонизации межнациональных отношений. Поэтому, естественно, важная роль в гармонизации таких отношений принадлежит национальной печати, периодической печати, то есть месту, роли межкультурной коммуникации. Актуальность темы в нынешней ситуации обусловлена еще тем, что манипуляция массовым сознанием служит ключевым элементом информационной войны, развязанной недружественными для нас западными странами в связи с проведением спецоперации на Украине. Вот смотрите, круг манипуляций с политическим наполнением стал использоваться для влияния на умы населения. Вот, особенно на программирование мнений среди малых этносов, чтобы расшатать сложившиеся национальные устои. Вот. Какова роль национальной периодической печати на данном этапе? Мы должны выступать, я считаю так, что должны выступать в качестве объединяющего фактора на основе национальной идентичности. Пусть теперь читатели, национальных изданий не безграмотны, как век с лишним назад, да? Многие владеют несколькими языками, в том числе иностранными, но дело не в этом. События, переживаемые в новейшей истории страны, предоставляют определенную сложность для восприятия и правильной оценки простым населением. В данном случае мы, журналисты национальных изданий, должны создавать атмосферу спокойствия, адекватного восприятия любых проблемных ситуаций и помнить, что основа любого конструктивного согласия – это достоверная информация. Вот в круглосуточном потоке информации, всевозможных СМИ, интернет-изданий, социальных сетей порой трудно разобраться, где правда, а где надуманная провокационная публикация или откровенная ложь. Это мы все знаем. Но читатель верит печатному изданию на родном языке. Факт, на самом деле, и в наше время также. Оно ближе к сердцу, роднее и не может обмануть надежду на получение объективной информации. У нас в редакции на должном уровне налажена обратная связь с читателями. Часто к нам обращаются по тем или иным вопросам, которые вызывают двоякое толкование, особенно в связи с последним событием на Украине, и просят разъяснить ситуацию, истинную суть распространяемой информации. И мы это делаем, и нам верят и доверяют наши читатели. Знаете, как приятно, когда пишут или звонят, что мы сохранили стержень, мы сохранили государственную позицию, поэтому они к нам обращаются и читают нашу газету. Бывают даже курьезные случаи, знаете, вот как-то в 2 часа ночи я получаю сообщение по WhatsApp, проснулся, что такое, пишет незнакомая женщина. И объясните, пожалуйста, я прочитала газету, объясните, пожалуйста, вот у меня вот такой-то вопрос возник. А потом, знаете, она 1000 раз извинялась. Оказывается, она работает диспетчером
ночью, 2 часа ночи сидит, прочитала газету, забыла, что не одна смена, взяла, написала. Извините, я перепутала. Я думаю, что дневная смена читает газеты, вот и такие ситуации бывают. Но нам приятно, знаете, если вот доверяют, если обращаться, это значит, мы на правильном пути. Сегодня очень важно добиваться возрождения патриотического воспитания в условиях толерантности, любви к родине, чувства ответственности за будущее нашей страны, на положительных примерах пропаганды культурных ценностей наших разных народов. Свою задачу как главного редактора, газеты на марийском языке, я вижу в том, чтобы газета служила центром притяжения своих читателей, идеологическим инструментом и надежным щитом от проникновения медиапровокаций идеологических противников в национальную духовную сокровищницу. И вот сегодня, после этого форума, вот на этом форуме я еще раз убедился, что печатная пресса будет жить, чтобы не говорили национально в том числе, тем более будет жить, и она будет пользоваться доверием населения. Поэтому вот вкратце то, что я хотел бы сказать. Спасибо. Спасибо большое. Да, Игорь Иванович, присаживайтесь. Меня, конечно, ваша история с ночным звонком впечатлила одно. Это значит, в печатной версии газеты на последней странице ваш мобильный номер. Я правильно понимаю? Ну вот, я думаю, коллеги, я не знаю, как у других. Я думаю, что это вот как раз для обратной связи, но в том числе по вопросу на сайте. Ваш личный мобильный номер. Ну вот, коллеги, я думаю, достойно аплодисментов, когда у нас главные редактора готовы общаться со своей аудиторией напрямую, даже не через соцсети, да, через личные телефоны. Юрий Николаевич Михайлов, еще одна наша газета, которая выходит на чувашском языке, на родном языке Урал-Соси. Юрий Николаевич, тоже коротко, да, по сути, пожалуйста. Ирыгон, Тусем, коллегазем. Добрый день, коллеги, единомышленники. В этот зал собрались, наверное, действительно те люди, которым не безразлична эта судьба национальных средств массовой информации в условиях новых вызовов. В связи с новыми информационными реалиями происходят существенные изменения. Новые информационные вызовы, такие как пандемия коронавируса, это специальная военная операция, привели к тому, что профессия журналиста в России, ответственностями перед обществом и государством сильно возросли. Очень давно не было такого времени для нашей профессии, когда бы ее значение, влияние на общество и ответственность перед государством и обществом были так велики. Во-первых, мы прошли 2 года пандемии, мы никогда не были нужны аудитории, у которой были животрепещущие вопросы. Сейчас же, сразу без перерыва, вступили в новую сложную информационную ситуацию, в которой мы никогда не были. Это уникальная ситуация для российской журналистики. Я вам скажу одну фразу, на которую наткнулся в сетях интернета. Государство само себе не защитит. И журналистов, в том числе, те люди, которые защищают его. Мне кажется, в этом наша с вами значительная миссия. Средства массовой информации обеспечивают диалог государства с обществом. Это особенно важно сейчас, когда аудитории нужна проверенная информация. Информационный шум таков, что люди ищут верифицированную информацию. Сегодня журналисты играют важную роль в обществе. Ему либо верят, либо нет. Для журналиста важны профессионализм, глубокое погружение в то, что он пишет или о чем рассказывает. Второе – искренность и убежденность. Если все это присутствует, люди чувствуют это по-человечески и верят ему. В условиях сегодняшних вызовов то, что мы делаем, выходит на первый план. Мы должны быть настоящими, должны верить в то, что говорим и пишем. Роль средств массовой информации в современном полиэтническом обществе очень существенна. Для нашего предмета прежде всего важны проблемы освещения этнической тематики, ее воздействия на общество и ее использования политикой. Известно, что национальная пресса осуществляет поддержку и трансляцию культуры, межэтническое общение и межкультурный диалог. Кроме того, это еще и серьезный идеологический инструмент, с помощью которого формируются массовые представления людей.
Средства массовой информации не просто информируют общество о событиях, в том числе и в сфере этнополитики, межэтнических отношений. Общеизвестно, что СМИ играют важную роль в современном этнокультурном развитии республики и в целом Российской Федерации. Многие этнокультурные объединения, национально-культурные автономии или объединения имеют собственные периодические издания. К сожалению или к счастью, чувашские национально-культурные объединения Республики Башкортостан, такие как их у нас 4, Чувашская национально-культурная автономия, КАНАШ, Чуваши, Общество чувашской культуры, национально-культурное объединение Республики Башкортостан не имеет такую привилегию в связи с отсутствием денежных средств. Поэтому мы, национальные государственные издания, оказываем содействие освещению их деятельности. Но и здесь возникают свои нюансы. Освещая мероприятие одной организации, можно упустить другое и приведет к разладу. Поэтому творческий коллектив любой редакции к таким вопросам должен отнестись взвешенно, анализируя ситуацию. Еще один немаловажный вызов времени для национальных изданий является потеря своих подписчиков среди печатных новоизданий. Основными читателями наших изданий являются люди старшего поколения, но, к сожалению, в связи с возрастом они уходят из жизни или физически не имеют возможности читать. А молодежь, в свою очередь, предпочитает узнавать информацию из социальных сетей. Но в этом плане у нас действительно этот вот... Завершаем, да, Николаевич? Да. Подписчиков у нас ВКонтакте было... Вот прошлый медиа проводили, это в Красноусольском районе, 1500, на сегодняшний день 9000. Плюсы есть. Но тут тоже свои формы работы надо использовать. Так, значит, а молодежь, в свою очередь, предпочитает узнавать информацию из социальных сетей или вовсе не владеет родным языком. Это наталкивает на мысль, что необходимо прививать у подрастающего поколения интерес изучения родных языков, их культуры и истории. Но этот вопрос, который требует отдельного внимания. Делая выводы, хочется сказать, какие бы вызовы ни бросало время, национальные издания никогда не потеряют своей актуальности. Они будут существовать, если будет поддержка со стороны государства. А государство, в свою очередь, будет под надежной защитой. Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич. Видите, у нас площадка модернизируется, к середине у нас появились звуковые сигналы. Спасибо, пожалуйста, Юрий Николаевич, присаживайтесь. Но по поводу воспитания аудитории, я думаю, Лариса Хашимовна, Гульназ Фаритовна об этом обязательно скажут, потому что пока мы, взрослые издания, сидим, ждем, что к нам кто-то придет, подпишется и будет с нами работать, наши коллеги вот обращаются ко взрослым и говорят: начните с нас, вырастите сначала аудиторию с нами, обращаемся к нашим учреждениям образования, да, потому что если мы не сформируем вот эту читающую, слушающую, смотрящую на родных языках публику вот с такого возраста, то мы ее в готовом виде там в 30 лет чудо не случится. Поэтому здесь вот такая совместная работа. Про образы и смыслы мы сегодня очень много говорим. Хотелось бы, коллеги, вот я еще раз возвращаюсь, Зугурой Гануровной, тоже обмениваемся мнениями. Еще раз, давайте все-таки говорить про те смыслы и те инструменты, которыми мы обладаем, потому что вот коллеги выступают, мы понимаем и роль, и значение, и вашу боль по некоторым вопросам, но хочется вот именно в режиме обсуждения. Милюша Сайгафаровна Кагарманова, да, по поводу смысла, образы, ну, наверное, поскольку Милюша является главным редактором журнала «Ханак» и является и публицистом, и писателем, наверное, объединяя и тему и писателей, и журналистов, про новые образы, темы. Вообще, что от нас сегодня аудиторию ждет? Рахмет. Хаммагы оештыручылар, коллегалар, мин бүгүнкү күндө сизге айтып кетирге тилейм. Бүгүнкү күн биз гәзиттер һәм әдәби әсәрләрне китаптан эзләмәй күбрәк интернетта, компьютерда эзләйбез. Һәм менә без ошында бирелгән әдәби әсәрләр аша һәм безнең журналистларның мәкаләләре аша нисек итеп халыкты тәрбияләү һәм нисек итеп бүгүнкү көндә яңа геройды табу
Газеттерде, журналдарда бүгін мына біз сайттан эдлейбіз дейтінде, біз сайтта ең көбі газет журналдарда неме оқыла. Шулай қағыз вариантыла. Біз көбірек оқыбыз хикиелерді. Шулай біз барыбыр да әдәби әсәрдәргә өстінлік бирәбез. Һәм шулай ук әдәби әсәрдәргә тартым булган күләмлерәк мәкаләләрде укыйбыз. Кешеләрнең тормышы турында, язмышлар турында, безнең хатта журналистлар арасында шуның буенча кулайлашкан, шуның буенча әүдемләшкән авторлар бар. Шунлыктан мин я пропускаю историю ведения, сразу Основная цель современной башкирской литературы и журналистики – воспитание у читателей любви к родной стране и показать это через образ нового героя. Кто он, новый герой, каким он должен быть, чтобы стать своим для меня, тебя и многочисленных читателей. Скорее всего, он не может быть человеком пожилого возраста. Это хорошо известно нам, работающим в сфере литературы и журналистики. Он обязательно должен быть молодым, сильным, здоровым и упорным, а еще умеющим понимать и принимать нашу действительность. Читатель неосознанно ищет такого героя, ищет в его поступках ответы на свои вопросы. Значит, образ нового героя примерно таков: образованный молодой человек, сознательный и одухотворенный. Он может достойно выйти из многих ситуаций и остаться примером для подражания нашим современникам. Какие книги на родном языке мы читаем? К сожалению, в нашей литературе долгие годы мы превалировали образы униженных людей или жертв обстоятельств. Мы молчаливые свидетели многочисленных литературных попыток их понять, оправдать ненужные смирение и покорность, а также выпячивание проблем жертв алкоголизма, безработицы и неудачников. Список можно продолжить. Словно автор говорит вот так: вот это мой герой, вы его примите и полюбите таким, какой он есть. Мына біздің бүгінгі күнде сайттарда һәм газет журналдарда йөргән әдәби әсәрләрнең һәм мәкаләләрнең күпләрнең геройдары безнең тормышта ямгыятьтән кыерһытылган, ситкә тибелгән, уңышсыз булган, искән, эшсез булган, яки ниндидер бәлә, нисек әйтәм икән, ниндидер проблемалар күргән кешеләрнең язмышы. Моны без ошондый кешеләрне хүрәтләү белән, ошондый геройларны алга бүгін күтәреп кую белән ямгыятьте тәрбияли алабыз микән, яшьләрне тәрбияли алабыз микән? Моны ошо сорауда алга куярга кирәк. Уверена, это не могло не сказаться на читателях, кто зачастую вынужден вникать в ненужные подробности жизни, увы, не героя, а антигероя. Наши современники читали и читают, и будут читать газеты и журналы, и книги. Я в этом уверена и могу сказать, качество литературных образов и героев, их моральные ценности влияют и на общество, и на нашу молодежь. Башкирская литература перешла в интернет и нашла там своих читателей. Поэтому в сети можно найти многие произведения и поэтов, и писателей, и журналистов. Судить о популярности того или иного произведения можно по количеству лайков, репостов и комментариев. Это беләһез бит инде бүгенге көндә әгәр дә нинди әсәреңде сайтка куяһың икән, ул шулай ук сайттардан сайттарга күсеп китә һәм ундагы укучыларның лайкы буенча, комментарийлар буенча без был әсәрнең яки мәкаләнең халыкка охшаганмы, охшамаганмы икәнлеген билдәләй алабыз. Моны билдәләү кыен түгел. Шунлыктан сегодня сайты средств массовой информации изобилуют негативом. Как уже упоминала выше, в литературе и журналистике стало модно писать и говорить о несчастных людях, о тяжелых ситуациях. Біздің бүгін сайттарда ла битінде қайда пожар болған, қайда кешеләр қайралышқан, қайда ниндейдер фажиғалар болған. Мына біз шуларды просмотр өсін қоябыз. Әмма бұл просмотр кеше қарап қына, мына шунда болған екен тип қына қарайды. Әмма бұл шул хәтлек негатив қара информация, мұның мән бір несекте біз кешенің рухын көтере алмайбыз оқусының. Все это увеличило в современном обществе безнадежность, неверие в будущее. Настало время понять, это не наш путь развития. Нам нужно очень серьезно подумать, прежде чем что-то написать, сказать, даже на своей странице в соцсетях. Тем, кто стоит, условно говоря, на страже пера и чернил, нужно бы помнить о том, что каждое печатное слово должно быть написано в интересах страны, в которой мы работаем, единство интересов людей, живущих здесь. А что читает у нас в интернете? На этот вопрос могу ответить из своей собственной практики. Читают посты известных и уважаемых людей.
Сегодня их называют ломы, лидеры общественных мнений. Читают также небольшие по объему журналистские статьи, заметки, рассказы, в том числе юмористические. Шунлыктан коллегалар, бүгінгі күндә безгә интернетта ла һәм булай ук кагыз варианттарла газет журналларның эшләй торган эш бар. Без бүген ниндәй геройды хайлайбыз һәм ниндәй геройды укучыга тәкъдим итәргә теләйбез. Буны һәркем, һәр газет, һәр язучы, журналист үзе хайларга тиеш. Рәхмәт. Рахмат Миләүша Сәйгафаровна һәм ысынлап та хөрмәтле коллегалар, без образдар турында һөйләшкәндә, ну, шундай дилемма туган бит инде, или нам просмотры нужны, или все-таки мы формируем, переформатируем сознание, да, формируем образ будущего. Какой у нас образ будущего? Вот мне кажется, каждый раз задавая себе этот вопрос, и, конечно, это, наверное, и площадка Закира Арслановича Союза писателей, потому что очень много в интернете сегодня публикаций именно от имени писателей. Я абсолютно согласна, Милюша Сайгафаровна, что наши уважаемые писатели, которые, ну, имеют статус, имеют вес в обществе, олар күптән танылган, к их мнению прислушиваются, их каждое слово ценно и важно. Поэтому каждый человек, который сегодня работает в интернете, вот если он понимает эту ответственность за такую общую задачу, да, если это 7-минутная история про хайп, то, наверное, да. Но если мы говорим про образ будущего, то, наверное, здесь, ну, необходимо переосмыслить. И, наверное, сейчас вот много звучит слово «новое», новая искренность, новые герои. Наверное, настало время нам тоже вот по-новому посмотреть и на нашу работу тоже со стороны, потому что какие-то вещи, еще раз говорю, нам уже настолько мы привыкли к этому и не понимаем иногда, насколько это важно для нашей аудитории. Ну и про новых людей хочется еще поговорить. Да, национальная радиожурналистика в условиях вызовов, опыт подготовки кадров. Милюша Касимовна, то есть как мы готовим кадры, это, наверное, вот сегодня не звучал вопрос, но он очень важный, потому что посмотрите на наш зал. Ну, средний возраст у нас, так, навскидку, ну ладно, 40 плюс скажу, можно 50 плюс, но 40 плюс. Где берем кадры, Милюша Касимовна, поскольку вы очень эффективно, я считаю, радиостанция «Юлдаш» работает с молодежью, оставляете их у себя, не жадничают, кстати, потом отдают на телеканалы, отправляют работать в правительстве и так далее. Как начинать эту работу, Милюша Касимовна? Рахим, 5 минут, пожалуйста. Хайырлы күн, хурматлы коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги. Эльвира Ринатовна, мне сказали подготовить сообщение на 8 минут, поэтому разрешите чуть побольше поговорить. И Максим Владимирович тоже сказал, охват важен. Хотелось бы сказать несколько слов об охвате радиослушателей в России, в мире, и потом перейти к республике. То есть вот в таком контексте рассказать. Конечно, второй слайд включите, пожалуйста. Конечно, с появлением новых цифровых технологий рынок аудиопотребления стремительно изменился. Значительно расширились число платформ, на которых слушатели могут проводить свое время. В итоге в последние годы наблюдается значительный рост потребления цифрового и онлайн-радио. Я буду говорить о радио, естественно. Печатные СМИ как бы в своей сфере, но радио, оно как бы отдельно. Свой мир у радио, поэтому я буду говорить о радио, но кадры, наверное, будут касаться всех. Потребление цифрового онлайн-радио, потоковой музыки, то есть стриминга и подкастинга. Однако, несмотря на растущую конкуренцию, радио остается самой слушаемой аудиоплатформой. Об этом говорят цифры. Люблю говорить цифрами. Пожалуйста, слайд 3. В 2021 году международная медиаконсалтинговая компания BPR, про которую сегодня напоминала и глава нашей республики, работающая с ведущими радио и телевизионными станциями по всему миру, провела исследование аудиопотребления. В результате 58% слушателей заявили, что радио является для них основным источником аудио. 37% отдали предпочтение стримингу и 5% подкастам. То есть радио продолжает занимать доминирующее положение в аудиосреде, несмотря на растущую конкуренцию. При этом исследователи отмечают, что сильной стороной радио остается его способность выстраивать отношения со слушателями с помощью своих брендов, персоналей, музыки и локальных особенностей. Причем мы взаимодействуем со своей аудиторией более индивидуально и глубоко, чем это могут обеспечить стриминговые сервисы. Аудитория радио остается многочисленной, Аллаху шукр, несмотря на предлагаемые альтернативы. Слайд 4.
Об этом же говорят данные по аудиопотреблению в нашей стране по данным компании «Медиаскоп», главного российского измерителя теле- и аудиоаудитории. 2-3 июня вот этого года в Сочи прошла конференция «Локальное радио. Инновации и перспективы». Свежие цифры были озвучены там. Хочу немного вас с ними ознакомить. Так, радио ежедневно слушают порядка 55% жителей России, хотя бы раз в неделю. В 2021 году слушали 80%, в этом году уже 87%. На фоне снижения общего радиослушания отмечается рост времени прослушивания радио. Если в 2016 году в среднем оно составляло 4 часа 4 минуты, в 2021 году 4 часа 38 минут, в 2022 году уже 4 часа 40 минут. То есть рост наблюдается во всех возрастных группах. 75% слушает радио, естественно, в автомобилях, но при этом быстро растет прослушивание в смартфоне 30% за последние 5 лет. В целом цифры говорят о том, что снижение прослушивания радио в FM-диапазоне компенсируется растущей аудиторией в онлайн-формате. Так, ежегодно растет аудитория онлайн-радио. Оффлайн и онлайн слушают радио 38% радиослушателей, 8% слушают только онлайн. Так, это мы пропустим дальше. Слайд 5, пожалуйста. Здесь цифры вот общие, сколько вообще радиостанций во всем мире. По данным ООН существует 51 тысяча радиостанций, в России их насчитывается 3500, в Москве вещают 54 радиостанции, в Уфе с закрытием «Эхо» осталось 26 станций. И далее я буду говорить о нашем региональном радиорынке. Слайд 5, слайд 6, да. В Уфе вещают в основном федеральные сетевые бренды, такие как Европа Плюс, Русское радио, Ретро и другие. Из 26 радиостанций 5 радиостанций локальные, не принадлежащие ни к одной федеральной сетке. 4 из них существуют в рамках ГУП ТРК Башкортостан. Это радио Юлдаш, Спутник ФМ, Ашкадар и молодежное интернет-радио Юлдаш Плюс. За счет наличия передатчиков эти станции своим сигналом охватывают всю республику и несколько соседних регионов. Кроме того, все станции имеют свое вещание в интернете, а это значит, все желающие могут услышать Башкортостан и Уфу независимо от местонахождения. Представьте себе, какое количество мы охватываем людей и доносим до них свою информацию. Ну, ввиду того, что я являюсь главным редактором радио «Юлдаш», расскажу конкретнее про «Юлдаш», что такое мы из себя представляем. Здесь вот на слайде все это было расписано, поэтому не буду это читать, только скажу про то, что касается вызовов. Вот когда закрыли Facebook и Instagram, мы быстренько перешли в Telegram и Одноклассники. И вот за это короткое время там тяжело набирать народ, но все равно около 1000, вот 600 в Telegram, 600 в Одноклассниках мы набрали, но в ВК нас резко увеличилось, нас стало 105 тысяч. То есть охват населения в интернет-платформе у нас такой большой, Аллаху шукр тоже говорю. Простите, буду говорить еще. Что мы делаем для того, чтобы отвечать вот на эти вызовы и вести за собой людей? С антиваксерами мы боролись, так же, как все СМИ, наверное. Убеждали делать прививки от ковида. Ежедневно убеждали быть осторожными, соблюдать дистанцию, сидеть дома. Вместе тушили пожар. Наши ребята выезжали на места и работали там, выходили с репортажами с места. Ездили в Донбасс, сопровождали гуманитарный груз. Вадим Лаврентьев. Ни один фейк у нас не проходит, потому что кроме редактора есть люди, которые круглые сутки по очереди дежурят в социальных сетях. Никогда не переставали любить Родину. 360 рубрик в год, познавательных рубрик. Вот мы с вами знаем песню «С чего начинается Родина?». Мы выросли на этой песне. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, да? И так далее. Вот мы об этом и рассказываем. 360 рубрик в год, познавательных рубрик о реках, горах, птицах, районах, людях, поэтах и писателях, ученых, традициях, о национальной еде, одежде, украшениях и так далее. 48 передач от Айсал, о людях и земле, на которой они живут и работают. Перечислять можно бесконечно. Выходим мы на бессмертный полк, ведем за собой людей. Часто проводим экологические вылазки, чистим берега рек, озер, сажаем деревья, с собой зовем своих слушателей. Они выходят, многие выходят. Липа Ньюс, про который сегодня говорили, «Бізде юк, Аллаға шүкір, Юлдаш әйткән дөрестір». Бына постты халабыз икән, уның астында «Кит булмас» дип берәһе генә язһа, «Кит Юлдаш әйткәс дөрестір» деген
Демәк, был доверие турагында һөйләйбез. Бүген шулай ук доверие турагында, ышаныс турагында күп һөйләнек бит инде. Мы тоже бойцы, бойцы тыла. Мы об этом никогда не забываем. Мы не любим слово толерантность. Мы за дружбу народов. Идеологии общей нет ни в стране, ни в республике. Наша идеология – доброта и созидание. Вот так и работаем. Теперь о кадрах. Восьмой слайд. Мир преображается, и СМИ, как рупор всего нового, не должны отставать. Люди в коллективах либо сами меняются, либо меняются, в кавычках, как любят шутить наши радиоакадемики. 100% сохранение коллектива во время любого кризиса кажется нереально, но возможно. Мы постарались это сделать, так как готовить профессионалов высокого уровня задача не из легких. В начале своего выступления я говорила, что люди воспринимают радио прежде всего через музыку, локальные новости и персоналии. За счет ярких, остроумных, веселых ведущих выстраивается глубокая связь со слушателями. На радио Юлдаш сегодня работают лучшие, не побоюсь этого слова, радиоведущие, говорящие на башкирском и татарском языках. Самому старшему сотруднику 63 года, самому молодому нет и 23 лет. Для коллектива Юлдаша любимый лозунг «Кадры решают все». Причем не просто кадры, а универсальные кадры. Что это значит? Если раньше существовали отдельные авторы, отдельные редакторы, корреспонденты, была даже отдельная профессия диктора, то сегодня каждый из сотрудников Юлдаша – это многофункционал. Он и автор, и редактор, и корреспондент, и диктор в одном лице. И в связи с этим возникают очень серьезные требования к навыкам и умениям, которыми должен обладать сотрудник. У него должен быть не только тембрально красивый поставленный голос, но и отточенная стилистика и правильность речи. Он должен уметь находить информацию, писать, редактировать, должен уметь коммуницировать с самыми разными слоями населения, уметь работать в социальных сетях, владеть определенными интернет-технологиями, программами звукового монтажа и так далее. А для национального радио есть еще один важный критерий профпригодности. Главные редакторы меня поймут. Он должен свободно владеть своим родным языком. Представьте, насколько трудно бывает найти таких универсалов. Поэтому мы в своем коллективе давно решили, что у нас единственный путь – растить и обучать кадры самим. Где мы находим потенциальных сотрудников? Следующий слайд, пожалуйста. Во-первых, приходят практиканты, стажируются. Смотрим, вылавливаем, обучаем. Второе, мы ходим на мероприятия, я лично хожу, в которых участвует активная молодежь. Я смотрю КВН, где собирается молодежь, туда отправляю редакторов, нашу молодежь и так далее. Они общаются, видят друг друга, приводят. Проводим встречи со студентами вузов, в первую очередь с филологами. Рассказываем им о профессии, приглашаем на стажировки. Проводим конкурсы по необходимости. Но главное наше ноу-хау формирования профессионального пула радиоведущих – это интернет-радио Юлдаш Плюс. На Юлдаш Плюс, где работают студенты, происходит практическое обучение. Ребята учатся вести прямые эфиры, привыкают к микрофону, к коллективу, получают возможность показать себя. В данный момент 20% коллектива радио Юлдаш составляют кадры, которые прошли школу Юлдаш Плюс. Спасибо руководителям, которые в 2010 году создали это радио. Куют кадры не только для радио Юлдаш, но для всей отрасли. Резюмирую. Хадр. Тесная работа с вузами, с молодежными организациями. Второе, практика и стажировка непосредственно на радиостанции. Третье, обучающие тренинги, курсы повышения квалификации, индивидуальная ежедневная работа, контроль и направление. Можно несколько слов о предложениях? Можно, да, Эльвира Ринатовна? В связи с общей проблемой нехватки профессиональных кадров вношу предложение по созданию школы журналистов. Кувиндулалар. Но, смотрите, внутри школы могут быть сформированы тематические направления. Радио, телевидение, печатные СМИ, интернет-издания. Альтернативу можно сделать. Школу лидеров создать. Она могла бы быть выездным проектом, то есть не постоянным, а выездным проектом, проводимым одним из наших университетов, готовящих журналистов и филологов. Желающие в дальнейшем работать в СМИ студенты погружались бы в атмосферу, в которой работают, общаются, создают команды, придумывают символику, слоганы, девизы, учатся и креативят. Все это сопровождается психологическими тренингами, интересными играми, заданиями, во время которых и проявляются качества будущих журналистов и руководителей СМИ. Молодые инициативные люди получали бы полезные навыки и возможности реализовать свои идеи в будущем, а мы бы там же их увидели и поймали, и словили, и привели бы к себе. Шулайма? Для понимания положения дел в радиоотрасли, Максим Владимирович, Урал Тагирович, можно тоже скажу, да?
На региональном уровне необходимы объективные данные по аудиопотреблению. Максим Владимирович тоже сейчас только об этом говорил. А для этого необходимо наладить регулярный мониторинг аудитории как эфирного радио, так и интернет. В настоящее время мы пользуемся данными компании «Медиаскоп», которая предоставляет нам сведения 2 раза в год. Это ужас. И только в Уфе. Для организации мониторинга в мире уже разработаны программы, есть исследовательские компании, которые по заказу готовы осуществлять такие замеры. Но это нужно, это важно, но, как всегда, средств не хватает, а надо бы. Радиоотрасль нуждается в техническом обновлении. Оборудование, которое имеется на региональных радиостанциях, устарело морально и физически еще 10-15 лет назад. И недалек тот день, когда оно просто откажет, и тогда местных национальных радиостанций в эфире просто не будет. Слайд 11. Мир меняется, радио остается. Радио было, есть и будет как самые массовые СМИ, доверие к которому у населения самое высокое среди всех СМИ. Все вызовы мы пройдем, новые вызовы – это толчок для развития, пусть будет для нас, для всех. А национальному радио должно быть в мире многократно большее внимание как к СМИ, который, ко всему прочему, еще и сохраняет язык, культуру, историю своего народа. Рахмат. Рахмат Ляша Касимовна, я думаю, что здесь и Максим Владимирович Урал-Тагирович в конце обязательно прокомментирует. Но, коллеги, здесь, как бы вы видите, комплексная работа и по привлечению аудитории, по сохранению. Единственный момент, который я хотела бы, может быть, нам все-таки, Максим Владимирович, подумать про синергию, потому что мы понимаем, что радио популярный, в том числе потому, что его удобно слушать, да, там, его не надо выписывать, не надо вкладываться. У тебя есть радиостанция, ты слушаешь. У нас есть действительно популярные ребята, которые бы за счет того, что у них уже есть имя, раскручены. Вот я все время возвращаюсь к истории про лидеров мнений. Да? Почему мы их не размещаем, какую-то колонку их в газете или наоборот. В газетах у нас есть интересные журналисты, которые могли бы вести какую-то свою рубрику на радио. То есть чтобы мы могли усилить национальные медиа за счет того, что мы все время заходим в разные целевые аудитории с разными инструментами. Допустим, целевая аудитория газеты «Башкортостан», она одна, у Юлдаша она немножко другая, и все время пытаться вот их поженить за счет каких-то инструментов. Да, ну вот видите, скоро дети будут, газета Эшлика и Юлдаша. Поэтому спасибо, да, но вот такие вот форматы тоже нужны, потому что национальная аудитория едина. Но что касается мониторинга, мне кажется, любой, кто проживает на территории Республики Башкортостан, прям можно это. 4 миллиона ежедневно вас слушают. И я думаю, Максим Владимирович, понятно. Коллеги, идем дальше. У нас буквально осталось, я надеюсь, что 3 коротких выступления, и будем уже вот вместе с коллегами резюмировать. Коллеги, вот много было сказано, понимаю, что у каждого своя специфика, хочется донести всю радость от того, что у вас есть, всю боль от того, чего нет, но тем не менее, Лариса Хашимовна, журнал «Акбузат». Я знаю, что в этой аудитории каждый понимает, о чем вы хотите сказать, потому что вы умеете так пламенно агитировать, чтобы все подписывались, выписывали «Акбузат». Но вот 2 минуты буквально. Рахмети. Уважаемый президиум, хайрекен, хурматлы коллегалар, наверное, буду говорить и на башкирском, и на русском. В первую очередь у меня вопрос к нашим собратьям. Вы верите в то, что вы пишете? Вот, наверное, надо начать вот с этого, да, вот и бедали ватансылык, илхиярлик турахында хүләйбез. Әмма ошо илхиярликте без ихласлап җиткерәбезме үзебезнең укучыларыбызга? Без ошо илхиярлик турахында һөйләгәндә без госзаказ гына үтәбез. Менә медиа план буенча материалдар төшә, һәм без шуны җиткерергә тиешбез. Әмма менә ошо хакта без үзебезнең районнарда кешеләр бар. Без халыктың фикерен беләбез, райондардагы укучыларның. Бәлки улар икенче төрле уйлайдыр. Бәлки шуның аркасында безнең тираждарыбыз төшәләр. Ә мин уйлайм, сынапта, чөнки мин гомумән уйлайм, матбугатка халык менә кемдер монда сыгышы һаны матбугатка гомумән мәгълүмат сараларына халык ышана дип. Ә мин әйтмәс идем, тулгынса ышана дип. Кемгә дә әйтәле алшына дип, тулгынса. Biz шул тиклем шундай хәлгә килеп еттек, чөнки бына Юлдаш Мөхәммәтшевның сыгышында әйтеп китте, 90 елдарларга өдөклектән һуң ниндәйдер илдә бәлки идеология аклаган һәм ошо осырда без бына ниһаять ил һәм халыктың талабы бер максатка килеп терәлде. Без хәзер бүгенге көндә без илһөярлыкты урындагы халыктың фикерен әйтеп, ни өчен илһөярлык ул шул тиклем мөһим. Ә бит хәтта безнең баш мөхәррирләр арасында бар, я булмаһа безнең коллегалар арасында бар, ә ниңә Россия кирәк дигән.
Нигә был ил кәрәк, Рәсәй бит дөрес эшләмәй Украинала дип. Шулай итеп уйлаучылар да бар. Без ошо уебызны әйтергә, үзара һөйләшкәндә кешеләр әйтеп китә, әмма ошо хакта нигәлер без әйтергә тартынабыз. Сынапта шулай итеп уйлаучылар бар. Һәм ошо фикерде, әгәр без икеләнәбез икән, безнең икеләнеп, әмма Рәсәй дөрес эшләй дигән фикерде без массовый матбугат аша таратуыбыз, ул ана шулай энергетика дигән нәмә бар. Ул шулай ошо безнең киң мәгълүмат саралары аша безнең фикеребез тоелып тора. Һез нисек уйлап караганыгыз юкмы? Бына без бүгенге күнгә килеп иткән, мәсәлән, башкорт халкынан сыгып фикер йөртәм мин. Башкорт халкы гомумән Башкортстан республикаһын бар иткән, ошо дәүләтчелекте булдырган халык иң беренче башкорт басмаларының баш мөхәррирләрне өлге күрһәтергә тиеш, мәдәнилектең һәм дуслыктың ошо республикаларга. Һәм улар әйтергә тиеш, нисәмә дәүләт, нисәмә буаттар буена Рәсәй империяһы төзелгән һәм һез кем әле бүген килеп Рәсәй дөрес эшләмәй дип фикер йөртергә, илде таркату турында фикер алып барырга. Шулай түгелме? Без нисек шулай итеп әйтергә хокукыбыз бар. Безнең нисәмә буын ата-бабаларыбыз ошо илесен кан куйган һәм без ул турала без хәзер бүген килдек дә без бу ил дөрес эшләмәй, тегендә дөрес эшләмәйләр дип без үзебезнең әле без бер төрле уйлайбыз, әле без икенче төрле фикер йөртәбез. Әмма әгәр дә без бuna бая бер фикер әйтеп киттеләр, гласность дип. Әйе, гласность табылырга тиеш. Шул вакытта гласность дигән бер хуй уйлап таптым әле мин. Гласность. Без Үфеннән турып кына, әйдә видеоның фикереңде язып бир әле, әйдә менә видеоның WhatsApp-тан гына үзеңнең фикереңде халал дип түгел, халыкка, халык арасына сыгырга кирәк. Мәсәлән, быел Россия президенты Путинның карары буенча бөтен башкортлары курултайы буенча буна мәдәният елы һәм иҗади майдан Башкортстан регионнарында үтә. Баш мөхәррирләр, я булмаса журналистлар, нигә һез күмәкләшеп шул сараларга сыкмайсыз? Мәсәлән, бөтен башкортлары курултайы тарафыннан шу сакыру булды. Унда сыгырга кирәк, халыкман аралашырга кирәк. Халыкман аралашмаенча, һинең фикерен белмәенчә, күзгә күз карашып һөйләшмәенчә, нисек мөмкин фикер йөртергә, уның нисек караганын ошо Бөек Ватан сугышы турында. Шулай без балаларыбызны нисек тәрбияләргә уйлыйбыз. Мәсәлән, бүген Алина Александровна килде бит, пресс-секретарь Донецкой республики. Ул әйтә, бер балалар басмаһа юк ди, ишеттегезме? Бер балалар басмаһа юк. Балалар басмаһа булмагыз, без нисек киләсәкте тәрбияләйбез. Иң беренче бына мин ошо Акбулат журналын оештырып киткән Башкортстанның халык шагыйре Факиһа Тугызбаева шул тиклем рәхмәтлемен. Чөнки иң беренче баланнан башларга кирәк. Бына балалар бик кызыксына, мәсәлән, шул ук без әйтә, ул Человек-паук, ул Бэтмен, әллә нисек осып биргән, кешелекте коткарган. Чем не Человек-паук Муса Гареев? Ул да осып йөргән, ул да ошо ватанды хаклаган. Һәм әмма уны ошо балаларга уларның телендә әйткергә кирәк. Шул ук бүген көндә без гранттар тибез икән, гранттар менә ул яктан әлбәттә бына Тамыр каналы безгә балалар контентын балалар белән эшләү буенча бер яклап өлгү. Чөнки улар аудио материал булһын, видео материал булһын, балалар үзләре тапшыру алып бара. Бына тутыш башкорт рухиятын булдырган сәнгати дөнья. Беләсезме, уның өчен һезгә зур рәхмәт. Мин хәтта Акбулатка килгәч, һезнең ни тиклем зур эш башкарганыгызны тәрәнрәк аңланым. Чөнки милләттең бишеген ысынапта тамыр тәрбияләй. Һәм ниндәйдер конкрет фактлар, һәрберебез монда район басмаларының авторитеты зур дип әйтелде. Шулай бит, менә форумда, пленар утырышталар. Ни өчен зур? Чөнки әлегеләр баягы район басмаларының журналистлары, баш мөхәррирләре халык менән туранан-тура бәйләнештә көндә күреп эшләй. Шуңа күрә уларның хүде үтә, улар алдаша алмай. Бына безгә Урал Тагир шуның сыгышында бай әйтеп китте. Иң беренче правдивая информация тине. Дөрес мәгълүматты yetkерү өчен халык менән иң беренче менә минем монда теркәп тә куйгайным. Халык менән аралашырга кирәк. Әйе, дәүләт басма целевой направление менән безгә тиражда эшләү ихтимал. Әмма ысынапта ул безнең реаль укучыларыбыз буламы? Халыкка ихлас һәм дөрес мәгълүмат yetkерәк. Халык менән очрашуларга сыгайык. Һәм балалар басмаларына килгәндә, миңа калһа балалар басмаларын сынапта Мәгариф министрлыгы я булмаһа, бuna мәктәптәр, мәктәп, сәнгать мәктәпләре аша яздыруды мотлак оештыра кирәк, чөнки улар республиканың, Рәсәйнең киләсәген тәрбияләй. Рәхмәт, Ларис Хашимовна. Һәр вакытта шундай ихлас, Ларис Хашимовна ихлас, үзенең йөрәктән үткәне күренеп тора. Зур рәхмәт. Гүлназ Фаритовна, һезнең турында әйтә башлаганнар. Гүлназ Фаритовна һүз һорайны, кыска гына Гүлназ Фаритовна, балалар турында бүген әйтеп үттек, мөһимлеген аңлайбыз, әмма вакыт сикле шул кызганска каршы. Хәерле көн, хөрмәтле хезмәттәшләр.
Біздің халықта бір шындай қысқа ғана ябай ғана мәқал бар, құры қалақ ауыз ерта деген. Біз әлбетте мен аңлайым, үлкен медиалардың мақсаты ол мәғлүмат бұлдыру, мәғлүмат ялан яқтырту, утау, көмеу, һәм башқалар. Әмма әгер де біз өзіміздің халқымызға бары тек құры мәғлүмат, хатта аналитиканы ұмытып кеткен біздің соңғы сұрда құры мәғлүмат недер ура патриотизммен күн сайын бұларды көмебіз екен. Ысынлап та халықтың бізге ашанысы бар кемейесек. Шуға көре мен бұл тұрлан емесін хүлейім. Біз милли матбуғат, милли телевидение ол бары тек мәғлүмат кіна түгіл. Милли телевидение бігеректі, милли матбуғат ол халықтың мәдениетін, оның тарихын яқтыртусы, келесекке тұташтырусы, шындай бір ижади, сәңғат, шындай бір зур дүния. Һәм шулақтан қарағанда, әлбетте мен аңлайым, әлігі мәлді бек ауыр хәлдар бара илдә, дүния кемәлінде. Ақса юқ, бюджет дефицит, һәм башқар. Әмма біз ақса юқ, бюджетта дефицит деп балаларыбызды индедер матур контенттан, матур янһүрәттердән, сериалдардан, нәфис фильмдардан біз мәрхүм итеп қоя алмайбыз. Чөнки ул дөрес түгел, шай битендә. Бана гаиләләр һез балаларыгызды ашатмай тотмайсыздар. Менә безнең ақса юқ, һиңа ашарга ла юқ дип. Шуның күк тоя мин әлеге мәлдә. Мен әгәрдән дедер зур проекттар турында һөйләй башласам, әлбәттә аның бюджеты ла зур. Шулда миңа карайдар инде бына аңламаган кеше кебек, акча юк бюджетта, һиңа ни өчен сериал кирәк дигән. Әмма ул сериал миңа кирәк, миңа ул ел һайын кирәк. Безнең Башкортстанда яшәгән балалар елна исмәһәм бер генә нәфис сериалда карга уларның хукугы бардыр дип уйлыйм. Чөнки ни өчен сериал дип әйтәм мин? Чөнки һуңгы сорда ул иң популяр формат. Яңрак кына бер статистика укыным. Безнең илдә 63% халык ул постоянно смотрит сериалы. Күндәм ул көн аралашма, менә ул искиткесе зур шундай процент. Шуңа күрә без бу статистиканы күзем калдыра алмайбыз. Һәм мин ел һайын тамыр менән иллалла бер мулла менән сериал эшләп сыгарга дигән максат куйганмын. Чөнки безнең һәрбер сериал бул бирешмә булһын, ышан булһын. Ул үзенең артыннан тагыла яңа агымдар барлыкка килтерә, яңа проектлар барлыкка килтерә. Һәм балалар бана бу сериалда улар үзләрен күрәләр. Безнең балалар барыбер бит инде тыйнактар, шулай бит инде. Чөнки у нас у малых народов все-таки дети очень застенчивые. И многие вопросы они не могут задать родителям, учителям. И вот эти сериалы, наши сериалы тамыровские, они отвечают на многие вопросы. В прошлом году мы сделали сериал «Ишан», где очень много таких острых конфликтных вещей, когда ребенок переживает период становления и не может найти, где правильный путь, где ответ. И вот для таких вещей, я думаю, что мы должны сделать хороший, качественный контент именно вот в данном формате. И я благодарна всем нашим коллегам, которые работают именно в детском медиа, Акбудар журналына, Аманат, Янчишмә, әлі кейде мен электен яратам. Біз оларды барыбір аңлап тұрабыз бетінде үлкендер. Әгер де біздің бана балаларыбыз оқырлық, тұтып қарарлық, ешетірлік, әгер де өйді-өйдің телевизде контентіміз болмаға, келесекте бір 5-6 елдан, 10 елдан біздің кәрәгіміз бүтінлей болмайсақ. Бана бүгін Конгресс холдың бүтін залын толтырып отырған едірлеген кеші ол шет қаларға тиіш деген хөз бетінде. Шоға көре әйдәгід балаларға ақса жоқ деп әйтмейік. Нисек булһа уларның күңелен үстерүдә туктатмайык. Чөнки менә бу бәләкәй генә хатта тәнәфис булһа, даже маленькие перерывы в современном мире, они чреваты. Да, чреваты последствием, потому что образуется яма, а яма не бывает пустой, да? То есть есть пустое место, сюда сразу же на это пустое место придут, займут, и это будет уже не качественный, не наш, не родной контент. Поэтому мы должны это понимать. И Спасибо, Гульнар Фаритовна. Да. Рахмат Гульнар Фаритовна. Коллеги, я прям короткую реплику по поводу идеологии сегодня звучало, по поводу детей очень много прозвучало. Если обратили внимание, сегодня на Украине, вот мои коллеги, депутаты Государственной Думы, ездили, привезли оттуда учебники. Но идеология, все, что сегодня там происходит, начиналось именно там, со школьной скамьи. Все это было уже в учебниках зашито, все акценты.
все, к чему мы сегодня пришли. Поэтому, Галина Фаритовна, разделяю вашу и озабоченность, и стремление все-таки, что у нас детский контент. Он на самом деле у нас сегодня самый лучший. Это безусловно так в нашей стране. Мы гордимся и Тамыром, и журналом Акбузат, но усиливать работу надо. У нас остался один выступающий, Шахид Хаматов. Шахид Рахамит, да, пожалуйста, все тебя знают. Шахид Хамат, у меня один вопрос единственный. Вот на таких мероприятиях ты, наверное, бываешь редко, да? Потому впервые. Что впервые, вот. Беренсига. Вот, да, Беренсига. То есть ты о нас судишь как читатель, как потребитель информации, как человек, который, ну, может быть, наблюдает со стороны, но который болеет душой за свой родной язык, болеет за свою культуру, за свой народ. Вот. А что со стороны? Что для блогеров государственные СМИ? Это анахронизм? Или с ними надо работать, или надо их как-то развивать? 3 минут, пожалуйста. Хайырлы күн тағала, хурматлы замандаштар, агай апайдар, добрый день. Я буду говорить и на русском, и на башкирском. Как меня понесет дегендай, күңелем буенса, шуңа күрә беренсеннән хотелось бы просто поприветствовать наших башкирских блогеров, безнең блогерлар ултыра бит инде. Ысынлап та, улар әлеге вакытта тарих эшләйләр, һәм для блогера, башкорт блогер өчен ошондай сарала 2 сәгать ултыруы әлбәттә был зур һынау, афарин. Ысын. Хенаутугли бонус. И бонус. Икеснен, работаю в молодежном театре имени Мусая Карима, вот уже 13 лет, актер, но основная работа это сцена. Но лет 10 назад мына қолға оша әйвер келе білекті, оша телефон, и менің неофициальная работа, так скажем, телефон аша өзімдің халқыма, өзімдің милетәштеріме, ниндейдер өзімдің көңілімді болған ойдарымды еткіру. Не просто формальный ойдарымы, ниндейдер юмор аша, креатив аша, сөйінке бізге әлі креатив етішмей, хүйләшә білу етішмей. Шоға көре, мен рахмәтлімін, театрда болған вақиғаларға кегенде енді, менге әйте тұрғандар, Шахид, неше телефонды хал, говорит, репетициялар, мешает же телефон. Менің көңілім бойынша, менің башыма немелер келе, шепканы халам. Прошло 10 лет, и театрда уже айтылар, Шахид, давай сними, афишируйте спектакльді, намекай. И менің аудитория уйса Аллаға шүкір, һәм мен өзімнің аудиториям өсін жауаплымын, мен знаю, менің аудиториям кім, һәм блогерларға өндешкім келе, мына громадная армия һеҙҙең ҡараусыларығыҙ, ҡыҙҙар, егеттәр, төрлө төбәктән, Рәсәй төбәктәрендә һәм менің мөрәжәғәтнәмә һәр бер блогер аңлаһын инде үҙенең тыңлаусыларын. Сөнки һеҙҙең артығынан күпме меңләгән кешеләр тора һәм һеҙҙең һәр бер ҡылыҡтарығыҙҙы улар ҡарап баралар. Шуны әйткем килә. Өсөнсөнән, театр нимәһе уникален, то, что бездә 2 труппа бар, русская и башкирская труппа бар. Һәм безнең гримеркала бер егет килде Петербургтан. Ул башкортса белмәй ине. Һәм без уға не говорили, без башкорттар, әйдә башкортса өйрән, әйдә мына. Без иң берсе әйдәп кына үзебезсә йырлайбыз, хаумытыйбыз, һәм ул вакыты бара-бара, а что такое хаумыт итне? Без здравствуйте. Яйлап кына юмордар аша, һәм хәзер ул матур итеп башкортса һөйләшә, һәм без репетиция килевенә, безнең башкорт труппаһына хаумыгыз, агай, апайдар дип бит инде. Һәм күп һөйләп тормыйм, чөнки күп һөйләнәләр, ысынлап та посылым 2 генә әйбердә. Монда бөтәбез әйтәбез, башкорт телендә әйдәгә һөйләшәйек дип. Мин әйтердем, башкорт телендә оялмайык, бер-беребез белән һөйләшергә. Бана ошо минең посылым, оялмайык үзебез менән пока орына хау бул дип әйтергә, спасибо орына, рәхмәт. Ябай гына һүзләр, әмма ошо әйберләр безне нык тәрбияләй. Шуңа күрә оялмайык үзебезнең телебездә һөйләшергә. Һәм фейк буенча килгәндә инде төрле йыйыннарга, бына яңалыктарга безнең халыкта бер әйтем бар. Болот, ямгыр нисек кенә кояшта капламаһын, кояш барыбер өстә яктыра. Шуңа күрә хаклык һәр вакыт алда. Һәм һүземнең адагында күп һүзнең урынына бер-ике ролик күрәтергә рөхсәт итегез. В каком направлении я? Кама? Кыска. 1 сәгать түгел. 1 минут. Әгәр дә Включите. Мөмкин булһа, вместо много слов, бына ошо минем дус егет, исеме Илья, безне Ильяс дип уже. Азамат, таушы поздравляю. Азамат, еще бер башынан. Научи меня башкирскому языку хотя бы одну азам каких-то. Как привет, например, сказать? Ну, салям. Ну, это же в Удекте на улице. Салям. Нет, бunda салям. Салям. Вот. Прикольно. Да. Слушай, а как будет «я тебя люблю»? Мин һине яратам. Мин һине яратам. Мин һине яратам. Спасибо, брат. Как отблагодарить могу тебя? Да ничего, да нормально все, братан, обращайся. Да нет. Кстати, просто повторяй за мной. Давай. Ага. Скажи мин. Шахидке. Подожди, диктофон включу. Мин. Шахидке. Ихлас. Күңелдән. Илле. Мен. Акса. Бүләк.
Кстати, деньги. Но чуть-чуть деньги надо. Бана ошындай. Һәм еще бер һуңгы ролик, бында юмор форматта булды. Нам әлбәттә була 7 роликтарга килгәндә инде безнең башкорт теленә арналган. Азамат Рахимов, мөмкин булһа. Пожалуйста, выбирайте. Есть орловская порода, есть тяжеловозы, есть башкирская порода. Все лошади от 1,5 до 13 лет ухоженные, откормленные, все хорошие. А этого не советую. Это у нас упрямый, буйный нрав у него, всех наездников скидывает. Не советую его брать. Может, не надо? Легнет, осторожней. Коркма. Халма. Халма табурдукму. Коркма. Ана шулай. Афарин. Коркма. Калдарыңсы. Коркма. Вы просто с ним разговариваете не на том языке. Шулай бит. Рахмат. Бердәм булайык, тату булайык, аңлы булайык. Зур рахмат. Рахмат Шахид. Әлбәттә, фикереңне ишеткә килерне по поводу развития наших средств массовой информации. Я думаю, коллеги, которые не знают башкирский, тоже поняли. Но ввиду ограниченности времени, я думаю, Шахид, отдельно пообщаемся. Но еще раз, коллеги, вот я обращаюсь к нашим районным СМИ. Вот у нас есть лидеры среди молодежи, которые могут популяризировать издания, могут с вами, что называют сейчас модное слово, коллаборации работать. Да? Нам вот эти все форматы сегодня надо применять, потому что целевая аудитория у нас национальная с вами одна. И поэтому работать в какой-то вот формат синергии. Зугура Гануровна, Рахматуллина, да, и потом Урал Тагирович уже подытоживая. Часть вы слышали. Коллегалар, да. Сегодняшнее выступление – это прежде всего ваша системная, целенаправленная, очень добрая, нужная, важная работа. Спасибо вам огромное, средства массовой информации республики и федеральные, конечно. Вы сегодня умножаете истину, добро, красоту, особенно в мире, когда антикультура и культура, зло и безобразие, даже красивые речи и ненормативная лексика идут рядом, дожили. 6-й и 7-й созыв Госдумы принимал несколько законов, запрещающих противоправную информацию и ненормативную лексику в средствах массовой информации. И вот особенно сегодня мы с вами замечаем или осознаем, что средства массовой информации – это прежде всего средства массового воспитания, уважительного отношения к другому, чувство Родины, чувство правды. И вот в связи с этим, в этом контексте хотелось бы отметить следующее. Вот смотрите, у нас замечательный БСТ, замечательное радио, но это уже взгляд обывателя. С чего начинается уважение к своему родному языку и к родному языку другого? С уважительного отношения. Идут очень хорошие, скажем, интервью, особенно официальные интервью, на социальные темы, на организационные темы. Их слушают люди. Одно слово на русском, 3 на башкирском, 3 слова на русском, 1 на башкирском или на татарском. Идет сплошной микс. Это очень нехорошо для языков, потому что уважение к языку начинается именно вот с этого. Или ты говоришь на русском, или ты говоришь на татарском, или ты говоришь на башкирском. Если нет людей, которые говорят чисто, но надо либо переводить, либо как-то, потому что ко мне обращаются. И я слушаю, я тоже каждый день езжу на работу и все время слушаю радио. А нужные передачи, хорошие интервью. Это первое. Далее. Вот я возглавляю ассамблею. Есть такая организация, хорошая, нужная, важная. Мы проводим очень много мероприятий. Это не только пляски, танцы, национальные костюмы. К нам приходят дети, взрослые, особенно когда мы проводим в открытом пространстве, под небом. Но спасибо БСТ, спасибо радио, нас освещают. Но, Максим Владимирович, раньше за ассамблеей был закреплен корреспондент. И все наши мероприятия были на первых страницах официальных газет и журналов и на национальных языках республики. Сейчас этого нет. А мы ведь делаем добро. Это не просто мероприятие, это настоящий дух. Дух дружбы, согласия. И об этом должны знать представители этих диаспор. Это должны видеть, слушать, читать.
потому что мы все с вами работаем на одну, на единую цель, чтобы у нас было спокойно, мирно, потому что в средствах массовой информации мы видим прежде всего соратников и друзей, помощников наших. И не раз мы писали, что нужна какая-то единая передача, хорошая, которая, ну пусть она с какой-то периодичностью выходит на экранах наших телевизоров или по радио, которая освещает вот эту многоликую, многонациональную жизнь. Она интересна, она нужна, ведь мы предлагали разные варианты. Давайте вместе сядем и подумаем еще раз. Мы не раз это обсуждали. И завершая, приведу только один интересный для настроения пример. Недавно в республике прошла церемония награждения победителей конкурса «Хаум-Хаумакет». Здравствуй, здравствуй, сказка. Наши сотрудники являются членами жюри этого конкурса, более 700 ребят участвовали, и вот рассказали такую сказку, сочиненную мальчиком, а сочиняют сказки на башкирском языке. Значит, 3 одноклассника попали в руки Аждахи, знаете, кто это такой? И тот сказал: вот вы разгадаете мои задачи, тогда я вас отпущу. Значит, 2 мальчика бесконечно живут в интернете, а в подземелье-то нет ни Wi-Fi, ни интернета, и они никак не могут ответить без сети на эти вопросы. А мальчик, который всю жизнь читает на башкирском языке журнал «Акбудат», ответил на все вопросы и спас своих друзей. И поскольку появился молодой человек, сразу вспомнила про блогеров. Еще смотрите, у нас есть блогеры, известные, у которых несколько сот тысяч аудиторий, и они представляют башкирскую, я говорю о наших, башкирскую культуру, башкирский язык. И подобно тому, как дети учат башкирский язык, чтобы петь песни Элвина Грея, я в комментариях читаю, что русские женщины учат башкирский язык, чтобы понимать наших блогеров. Но поскольку за ними народ, этнокультура, очень хотелось бы, чтобы не было в их в этих роликах, в их речи нехороших слов. Обзывают именами животных, это все красиво, их и так все знают, и так любят, и так смотрят. Но вот без этого, наверное, как-то можно собраться и вот эти вопросы тоже обсудить. Потому что мы все за язык, за культуру. Рахмат, спасибо. Спасибо большое, Зуграя Гануровна. Я думаю, имеющие уши да услышат, да, поэтому тут позиции как ассамблеи, как ученого тоже. Урал Тагирович Кельсинбаев, первый заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан. Урал Тагирович, вы стали у истоков первого форума, сегодня 2-й форум. Да, вот вы по национальным СМИ сегодня Ради Фаричи вопрос поднял по поводу в узком составе собраться. Пожалуйста, заключительно. Рахмат, Эльвира Ринатовна. Әд болып қалды, туйманықта сын шолай. Әмма форумдың мәғанәһенә келгәндә, біз ысынлап та шулайырақ деп уйлаған едік, шулайырақ булһын дип. Чөнки үткән елы Красноусол шифаханаһында 2 көн буена аралаштыгыз, бик күп фикер алыштык һәм форумдың ахыры булып Ради Фаричма очрашу булды. Һәм кем ниндәй һорау бирергә теләне, үзенең агызарын һөйләргә теләне, үзенең һорауларын биреп, ниндидер юлга һалып, шул карарлар кабул ителде һәм ысынлап та күбеһе тормышка ашты. Әлбиттә, күбеһенең шул тормышка ашмаганы ул аксалата, матди як менән бәйле. Кызганычка каршы әлеге мәлдә ул тиз генә хәл ителә торган хәл әйбер түгел. Был форумга килгәндә без шулай ук үткәрергә уйлагайнык, әмма кире баш тарттык, чөнки быелгы елдың гомумән 24 февральдән башлап без икенче дөньяда яшәйбез. Һәм икенче дөньяда нинди дөньяда яшәгәнебезне үзебез һаман да аңлап бетә алмыйбыз. Лариса Хашим кызы әйтте, һез иң беренче үзегез ышанырга тиешсез, шулай дип. Менә ва көнләшергә була. Ул тиз ышанып, буга тиз генә дилбәгәһен кулына тотып, журналын кулына тотып, алга сапты дип әйтәйек. Безнең арала күп кешеләр арасында, ул баш мөхәррирләр арасында гына түгел, журналистлар арасында, гомумән җәмгыять арасында
икеләнү күп булды. Чөнки без беренче көндән үк матбугат саралары, социаль селтәрдәр, мәгълүмати яктан без иң беренче еңелдек. Беренче бер ике атнала без еңелдек. Безне топап ташландылар, безнең уйларны, фикерләрне, кешеләрне, гомумән җәмгыятьне сәйнәп ыргыттылар. Хуңнан яңадан терелә башланык, килә башланык, аңга килә башланык. Кайда ак, кайда кара икән белә башланык, хидә башланык, тоя башланык. Әлеге бүгенге көндә без һаман да аңлап бетмәбез, нинди дөньяның нинди хәленә килеп беткәнен. Сынлап та ул гомумән дөрес әйткәндә элекке теге винегреттан аерылды һәм кайда ак, кайда кара икән төсмерләй башланык һәм күрәбез. Асыгын күрәбез. Кайда ак, кайда кара. Кемгә ышанырга була, кемгә ышанырга ярамай. Бәлки безнең җәмгыятькә шул осраша үтергә кирәк булгандыр. Бәлки безнең җәмгыятькә аны шул төрле социаль селтәрдәр, телеграм каналдар бихисабен аны харап та беткән. Шунда булган мәгълүматты кем генә ничек кенә теләмәй, үзенең дөрестлеген белдереп, менә мин һөйләгәнем дөрес дип яза ала ине. Хәзер улай түгел. Хәзер кануннар кабул ителде һәм ялган мәгълүмат өчен җаваплылык бар беренчедән. Әлбәттә яхшы. Икенчедән, менә без бөтәбез дә иң беренче шул ниндидер кыен хәлдә инек, мин матбугат саларын әйтәм, авыр хәлдә инек. Чөнки һине укыгансы, матбугат сараларының социаль селтәрендәге битен укыгансы, улар ниндидер телеграм каналдан, үзләренең чаттарыннан, нидәреннән мәгълүматты алып, шуны ысын икән дип йөриләр. Бүген бик дөрес әйттеләр. Бүген мәгълүматтың тизлеге әһәмиятле түгел, мәгълүматтың дөреслеге әһәмиятле. Һәм шуга ла нинди генә кеше булмаһын, мин үземнең тугандарым, олы яшьтәге апай, абзыйларым араһында ла аралашканда шуны һизәм. Элек улар, менә шул чатта яздылар, шулай бит диләр. Хәзер улар икеләнә. Менә шунда яздылар, теге сайтта асып карайга әле, шулаймы ул? Алай түгелме ул дип, тагыла тикшереп карайдар. Шуның өчен һеҙҙең өҫтә яуаплылык тагыла артты һәм ничектер киңәйеп, иркенләп эшләргә бәлки вакыт еткәндер. Ысынлап та без тагыла бер нәмәне аңлап итәлмәйбез. Безгә тагыла бер 30 еллап икеләтә көслө эшләргә кирәк. Ни өчен 30 еллап? Чөнки бер буын үтһен өчен. Бер буын үтмәйенсә, без үзебезнең көслөлөгөбөҙҙө лә белдерә алмайбыҙ. Без үзебеҙҙең фекеребеҙҙе лә киләһе буынға еткерә алмайбыҙ, ҡалдыра алмайбыҙ. Сөнки бөгөнгө буын ул бөгөнгө менән йәшәй. Шуға бер буын буйына беҙгә икеләтә көслө эшләргә кәрәк. Һәм ул бөтә йәмғиәткә генә түгел, беҙҙең үҙебеҙҙең үҫеп килгән балаларыбыҙ менән нисектер икеләтә көслө түгел, бәлки агрессив формалала эшләргә кәрәктер. Сөнки икенсе яҡтан килгән мәғлүмәт, икенсе үҙәктәрҙән килгән мәғлүмәт, улар именно шул агрессив форманы өйрәтә. Шуға беҙ балаларыбыҙҙы, үҫмерҙәребеҙҙе юғалтмаҫ өсөн шул формаларҙы ла ҡулланырға тейешбеҙ. Һәм тағы ла бер әйтәм, ул теге бәлки кире ҡағырһығыҙ, хәҙерге ваҡытта өҫтән, күктән, ҡайҙандыр аҡса көтөп торорға тейеш түгелбеҙ. Ысын барлығында, мин һеҙгә һанап әйтернем, күпме нисәмә күләм аҡса бюджеттан да, вне бюджеттан да, бюджет булмаған ерҙән дә бүленә беҙҙең, шул уҡ беҙҙең конвойҙарға, шул уҡ беҙҙең унда булған врачтарға, унда эшләгән егеттәргә, ҡыҙҙарға. Тик әйткем килмәй, сөнки уны әйтергә кәрәкмәй. Уға ышанырға кәрәк. Ысынлап та улар икеләтә, өсләтә, дүртләтә эште башҡара бөгөнгө көндә. Һәм шуның өсөн аҡса көтөп тормайынса, ниндидер яңы ысулдарҙы үҙебеҙгә табып, бер-беребеҙгә ышанып, бер-беребеҙгә терәк һәм бер-беребеҙгә ҡулды һуҙып эшләргә кәрәктер тип уйлайым. Һәм алдан әйткәнсә, шул бер буын тирәһендә эшләргә, иң кәмендә бер буын тирәһендә эшләргә кәрәк буласаҡ. Һәм тағы ла берҙе әйтәм, ниндидер федераль үҙәктән, республика үҙәгенән
айрым ниндидер бер ысулды, бер юнәлеште көтеп торырга кирәкмәй бүгенге көндә. Бүгенге көндә безнең тарихыбызга, нигезебезгә әйләнеп кайтырга кирәк. Безнең юлларга әйләнеп кайтыр кирәк. Уларның зыяны юк бүгенге көндә. Юлларның төрле булган, элекке булган балалар, үсмерләр арасында үткәрелгән төрле уендар, юллар, улар бүген ысынлап та бик кирәкле. Унда ябай. Менә был яман, менә яхшы. Безгә шуны yetkерергә кирәк бүгенге көндә. Һәм ысынлап та Ларис Хашимовның яңынан һүзенә әйләнеп кайтам. Иң беренче үдебезгә күңелдә ышанырга кирәк. Һәм шул ышанган мәгълүматты гына yetkерергә кирәк. Ышанмаенча yetkерү ул зыян китерәсәк. Рәхмәт. Урал Тагирович, зур рахмәт. Һәм әлбәттә һәрбер һүзегезне русча әйткәндә надо будет переварить, потому что на самом деле много таких ключевых, наверное, позиций, может быть, действительно с чем-то в зале не согласны, но говорить об этом надо. Уважаемые коллеги, ну, работали мы ударно, хоть я коллеги просила соблюдать тайминг, поэтому то, что мы остались без кофе-брейка, вот не вина модератора, честное слово. Я пыталась вас уведомить. Коллеги, мы прям дружно направляемся в концертный зал. У нас финальная часть пленарной секции. Будет возможность задать вопросы федеральной... Урал Тагирович, да. Коллеги, секунду внимания. Коллеги, внимание, әйтеп үтте бит инде, касан милли мәгълүмат салар алман Красноусолда осрашады. Күргә, сентябрьдә, октябрьдә осрашады, Алла бирһә.